Marshall'du. Udeştu mudu. Parmak mu? Elhamdülillah. Любой голе. Yey. И любой голе. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورحمة الله Вышел дня был ورحمة хотя. Салам алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والصلاة صلاة Оливье Винегрет Цезарь, а во мне Хаги языка Amma ba'd. أما بعد Parmak. Parmak. Her ifir запусти тич. Свободне дичь мойсо. يا أخي Her ifir запусти тич ваш нейтральный. Нейтральная площадка. Тиги чего запустить мои нухар эфир. А овер вот их, короче. И вот парма то дичь. А даже парма цабах царам цару бахаян. И до أزخيتنك قوي أزخيتنك يوش دعا فين قرمت تول أنت ترور تول أزخيتنك قوش دعا أزخيتن شو ألا قبوش يعني همش ديش تو إيه ألا وش ألا شين تعتوه دل حووش كروش تشوغ ما يربل عشبوش запустить шо تعينا ونتر по-моему садоцы валя. Цейната 20:00 каждый пятница запустить еще. А так кукарека там, даем дворца запустить сейчи. Маршал. زلنا ينيتاري دل المارشو قلو Да. بارمت حيق متينة تا بارمت حيق متينة دل المارشو قلو هو ماتيني إفير يات إفير حيق مت إفير يصدق شك بريتر هذا حقيقة كالحوالي واقع إن هتشون قامل دوتشا تا بوزل بينا تا سكاسك سيج واقع يوم دوتش ورق تا ديبو Так ізбель, бірце це. Ой, так еде, ой, дивіться, бахтать, а лада он дастик. Та дібе чиріял, оказалось, та дібе чат, ой, мяло, що гуман ха бегаца. Йо-йо, иди, цацана, уже комил, ач, ду, ой, хазал. Уже в порядке вещей, ду, йо-йо, дича. Раз такое количество баранов спокойно принимают это, то дикифект яцет цундель. Все уже, ой, шиквоне абол набор, ой, дивицак баду и даци бош. Ой, и шиквон ждая рацега жвепш дали, тан массу хуман тан дали дейта. Все, как интерес яцек, абсолютно. زومبي سنوا هوجن ابسولوت نو تا دادوتك حدوتك شينك دي تبي اخي هم دات تروين الزومبي شبوكتان شو ما Итак, кто находится на территории России, у кого не показывает YouTube, все ссылки у нас будут под каждым видео. Этот материал, конспект в PDF формате после эфира я выставлю у себя в Телеграме. Кто хочет, подписывайтесь. У нас также есть Телеграм запасной канал, куда все эфиры по окончанию выкладываются в видео и аудио формате. Становитесь спонсорами, поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Сложные дела. Сегодня у нас тема моча, сопли и остальные выделения, священные выделения Мухаммеда. Какими являются ли они чистыми, священными и так далее, разнообразные похождения на Аравийском полуострове времен Мухаммеда. Давайте отправимся на нашем летающем ковре в глубину веков и поживем, и подышим атмосферой Мухаммеда и его сподвижников. Анонс. Страшная тайна беспокоит нашего неутомимого посланника Абу-Нео, все еще путешествующего по пустыне Хиджаза в поисках новых сур и хадисов. Почему Аллах не любит четные числа?
Ведь даже подтираться правильному муслиму с правильной акидой нужно только нечетным количеством камней. Одно неверное касание мягкого места четным камнем, и огонь ада не спасет вашу задницу. Так в чем здесь загадка? Почему Аллах, будучи сам камнем, так обиделся на четные числа камней? Эта загадка мучила нашего Абу Нео многие месяцы. Даже чтение великих сур Зебра и ни хренаси не приносило успокоения. Пока однажды он не наткнулся на новую суру, нацарапанную гвоздем на баке грузовика-ассенизатора, везущего дерьмо от Бурдж-Халифа. Сура, как вы догадались, называется «Чет-нечет». Итак, сама сура. Алиф, лям, чет, нечет, не вешай мне лапшу, я сам свое дерьмо везу. О верующие, о бабуины, о гамадрилы, мои любимые, не знающие сомнения будулаки. Я, ваш любящий Аллах, наконец решил вам раскрыть, почему я не люблю четные числа. Причина очень проста и сложная одновременно. Во всем виноват Бухари. Этот негодник, как вы поняли из его кликухи, бухал по-черному. И не всегда соображал, что пишет. Я хотел сказать, что мне нравятся нечетные камни. То есть камни, имеющие нечеткие очертания. Будучи сам камнем, как понимаете, у меня есть свои стандарты красоты. Так вот, этот проклятый забулдыга, этот Бухарик, извратил мои слова и записал, что якобы я не люблю четные числа. За что мне их не любить? У меня нет проблем с математикой. В общем, о верующие, берегите свои чресла, и да пребудет с вами моя благодать. И не забудьте заглянуть в хадж ко мне. Я люблю наблюдать за вашей эротической толкучкой возле меня, и ваши засосы меня заводят тоже. Целую, ваш Аллах. Да пребудет с вами сила. Пока-пока. По скриптум. Да и пока не забыл, оставьте в покое чеченцев. Из них все равно не получится мусульмане. Как бы вы ни старались. Лучше переключайтесь на русских и ЛГБТ. Они хороший материал. Перед тем, как начать, я... Так... Перед тем, как начать, я процитирую слова ранних исламских ученых, чтобы не шокировать вас и избежать аргументов вроде «обратись к мнению ученых по поводу этих хадисов». Давайте сразу обратимся к ним. Имам ан-Навави, Раудат ат-Талибин, том 7, страница 16. Волосы пророка, его моча, кровь и все другие выделения, экскременты, чистые. То есть не считаются наджасом по мазхабу шафиитов, согласно мнению, как было сказано. Мухаммад Амин ибн Абидин, Врат аль-Мухтар, 1 том, страница 318. И признали достоверным некоторые имамы шафиитского мазхаба, что моча пророка и другие его выделения, экскременты, являются чистыми, не считаются наджасом. На этом же мнении был Абу Ханифа, как он передал в своем шархе к Сахиху Бухари. И об этом также заявил Аль-Бири. Сказал имам Ибн Хаджар, все доводы говорят об этом, то есть о чистоте всех его выделений. Имамы посчитали эту чистоту выделений его пророка, то есть пророка, отличительным качеством. И некоторые передали, что Али Аль-Кари сказал в своем шархе Аль-Мишкат Аль-Мулла. Выбрали это мнение многие из наших ученых. Ибн Хаджар Аскаляни, Фатхуль Бари, 1 том, страница 333, 11 том, страница 164. Сперма пророка, как и другие его выделения, чиста. И объяснением того, почему Айша соскребала сперму пророка с одежды, является то, что она вышла у него из-за полового акта,
и смешалась со спермой женщины. Только лишь потому, что сперма Мухаммада смешалась со спермой его жены Айши, сперма Мухаммада стала нечистой. А так она чистая сама по себе, если там сам что-то сделает, сперма у него выйдет, то она чистая. Не дай бог вот это грязные вот эти, не дай бог, чтобы женщина коснулась там, женское что-то. Это все грязно очень. Теперь давайте перейдем к самим хадисам. Сахих Бухари. Использование воды, оставшейся после омовения. Абу Джарир ибн Абдуллах велел своей семье совершать омовение водой, в которой полоскал свой сивак. 187 хадис Сахих Бухари. Сообщается, что Абу Джухайфа, да вы довольны Аллах, сказал: однажды, когда посланник Аллаха вышел к нам в полдень, ему принесли воду для омовения. А после того, как он совершил его, люди стали брать оставшуюся после его омовения воду и обтираться ею. А затем пророк совершил после полуденную молитвы, каждая из которых состояла из 2 ракатов, и перед ним была воткнута в землю его палка с острым наконечником. Следующий 188. Сообщается от Абу Муса. Однажды пророк велел принести себе сосуд с водой, вымыл в нем руки и лицо, а затем сплюнул в него, после чего сказал им: выпейте из него и налейте себе на лица и шеи. Сахих Бухари 189. Сообщается, что Ибн Шихаб сказал: рассказал мне Махмуд ибн Раби', да будет доволен им Аллах, а это тот, кому посланник Аллаха, набрав в рот воды, и приснул ему в лицо из ихнего колодца, когда Махмуд был еще мальчиком. Он сказал, этот Махмуд: а когда пророк совершал омовение, его сподвижники были готовы сражаться друг с другом из-за воды, которую он использовал. Сахих Бухари 501. Сообщается, что Абу Джухайфа сказал: однажды в полдень посланник Аллаха вышел и совершил в Бадха полуденную и послеполуденную молитву, и перед ним была установлена палка с заостренным концом. Он совершил омовение, а люди стали обтираться той водой, которая осталась после его омовения. Сунан ибн Маджа 371. От Ибн Аббаса было передано, что одна из жен пророка приняла ванну, чтобы очиститься от сексуальной нечистоты. Затем пророк совершил омовение и принял ванну с этой водой, оставшейся от ее омовения. То есть после секса его жена искупалась в воде со всеми этими своими нечистотами. А пророк совершил омовение этой водой и принял ванну еще. А в 373 хадисе, это был 371, сейчас будет 373, было передано от Хакима бин Амира, что посланник Аллаха запретил мужчинам совершать омовение водой, оставшейся от женщины. Сам он сделал это, а другим запрещал. И эти моменты нам будут встречаться еще дальше. И это не противоречие. Мухаммеду, что можно Юпитеру, что можно Марсу или как там? Юпитеру не дозволено быку. Сунан ибн Маджа, 4328 хадис. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен Аллах, сказал: я находился вместе с пророком, когда он стоял лагерем, в Джиране между Меккой и Мединой, и с ним был также Биляль. Так к пророку пришел один бедуин и сказал: не выполнишь ли ты то обещание, которое дал мне? И пророк сказал: радуйся, бедуин, сказал: ты слишком часто говорил мне, радуйся. Тогда пророк, которого охватил гнев, повернулся к Абу Мусе и Билялю и сказал: он отверг благую весть, так примите же ее вы. То есть пророку пришел один бедуин, и пророк ему говорит: радуйся. Тот отвечает: ты слишком много мне говоришь, радуйся, но это мне не помогает. И тогда пророк, которого охватил гнев, поворачивается к Мусе и Билялю, которые также приехали к нему, и говорит им:
Вот этот бедуин отверг благую весть, так примите ее вы. И они сказали, мы принимаем ее. А потом пророк велел принести себе сосуд с водой, омыл в нем руки и лицо, после чего он набрал в рот воды и выплюнул ее в этот сосуд и сказал, отпейте этой воды, вылейте остаток себе на лица и грудь и радуйтесь благой вести. И они взяли этот сосуд и сделали это. Что же касается Салямы, сидевшей за занавеской, то она сказала, оставьте что-нибудь и для вашей матери. Типа матери, правильно, это же жены Мухаммеда, матери мусульман. Вот она говорит, ваша мать, типа мне тоже оставьте. И они оставили ей часть этой воды. Вот благая весть. Маша Аллах. Тот же хадис Джамия Суюти, Сахих Ибн Хиббан, тот же Сахих Муслим, 2497. Продолжаем. Сахих Бухари, 2731. А дело было в том, что прежде чем стать мусульманином, Аль-Мугира убил людей, которые были его спутниками, и забрал их имущество, а потом явился в Медину и принял ислам. Пророк же сказал ему, что касается твоего ислама, то я принимаю его. Но что же касается имущества, которое ты украл, то я не имею к нему никакого отношения. После этого Урва начал внимательно смотреть на сподвижников пророка, и клянусь Аллахом, он увидел, что, когда посланник Аллаха сплевывал, и капли его слюны попадали на ладонь кого-либо из людей, этот человек обязательно растирал их по своему лицу и коже. Когда он повелевал им что-нибудь, они спешили выполнить любое его веление. Когда он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за оставшуюся после этого воду. Когда же начинал говорить, они понижали свои голоса в его присутствии. А кроме того, из почтения к нему, они не смотрели на него пристально. 4151 Сахих Бухари. Сообщается, что однажды Аль-Барра ибн Азиб, да будет доволен им Аллах и его отцом, сказал, что в день Худайбии их было с посланником Аллаха 1400 человек или больше. Они остановились около колодца и черпали из него воду, пока не осушили его. Когда они рассказали об этом посланнику Аллаха, он пришел к этому колодцу, сел на его край и сказал, принесите мне ведро с водой из этого колодца. Когда ему принесли ведро, он плюнул в него и обратился с мольбой к Аллаху, а затем сказал, оставьте его на некоторое время. После того, как прошло немного времени, они пили из этого колодца сами и поили своих верховых животных, пока не отправились в путь. Следующий, 52 хадис. Сообщается, что Джабир сказал, в день Худайбии люди очень хотели пить, а перед посланником Аллаха стояла небольшая посуда с водой. Он совершил омовение из этой посуды, и люди обратились к нему. Посланник Аллаха спросил их, что с вами? Они ответили, о посланник Аллаха, у нас нет воды, чтобы совершить омовение и для питья, кроме той, что находится в посуде перед тобой. Тогда пророк опустил руку в посуду, и вода забила между его пальцами ключом, подобно рудникам. Мы попросили и совершили омовение этой водой. Передатчик этого хадиса сказал, я спросил Джабира, сколько вас в тот день было? Он ответил, даже если бы нас было 100 тысяч, нам все равно хватило бы ее. Но нас было 1500. Сахих Аль-Бухари 189. От Ибн Шихаба. Рассказал мне Махмуд ибн Раби, да будет доволен им Аллах, а это тот, кому посланник Аллаха, набрав в рот воды, и прыснул ему в лицо из ихнего колодца, когда Махмуд был еще ребенком. Он сказал, а когда пророк совершал омовение, его сподвижники были готовы сражаться друг с другом из-за воды, которую он использовал. 188. Сообщается от Абу Муса. Однажды пророк велел принести себе сосуд с водой, выбил в нем руки и лицо, а затем сплюнул в него воду. После чего сказал им, выпейте из него и налейте себе на лица и шеи. 196 тот же хадис. Мустадрак имама Аль-Хакима. 6330 хадис. Асма, дочь Абу Бакра, пришла к пророку, когда она была беременна Абдуллой ибн Зубайром,
Она родила его, а затем принесла его пророку, чтобы он покормил. Пророк взял его и положил к себе на колени, и принесли финик, который пророк раздавил. Затем он разжевал его и положил в рот ребенку, чтобы подсластить. Это было первое, что вошло в его желудок. Слюна посланника Аллаха. Тот же хадис Аль-Кабир ат-Табарани, 20787, 13875, 13876. Тот же хадис Джамая Суюти, тот же хадис Сахих Муслим, 2146 ад. Сахих Аль-Бухари. Урва передал со слов Аль-Мисвара и Марвана в год заключения перемирия в Худайбии. Пророк выступил из Медины. И тогда он рассказал этот хадис, в котором, помимо всего прочего, сказано: когда пророк сплевывал, капли его слюны всегда попадали на ладонь кого-либо из них, и этот человек обязательно растирал их по своему лицу и коже. 241. Сообщается, что Анас, да будет доволен Аллах, сказал: пророк однажды плюнул себе одежду. Сунан ибн Маджа, 660. От Зухри передается, что Махмуд ибн Рабби вспомнил, что пророк сплюнул в ведро из колодца, который принадлежал им. Тот же хадис Муснад Ахмада, 23620. Сахих Бухари, 4451. Сообщается, что Айша, да будет доволен им Аллах, рассказывала: пророк скончался в моем доме и в мой день, лежа между моей шеей и грудью. Когда посланник Аллаха болел, одна из нас читала ему молитвы, обращаясь к Аллаху. И в тот день я тоже стала читать ему молитвы. А он поднял свою голову к небу и сказал: высшее общество, в высшее общество, в высшее общество. Затем пришел Абдуррахман ибн Аби Бакр, а в его руке была влажная пальмовая ветвь, используемая им в качестве зубочистки. И пророк стал смотреть на нее, и я поняла, что он хочет воспользоваться ею. Я взяла ее, разжевала ее кончик и дала ему. После чего он стал чистить рот так тщательно, как только можно. Закончив чистить рот, он передал сивак мне, и его рука опустилась. Аллах объединил мою слюну с его слюной в последний день его мирской жизни и в первый день его вечной жизни. Маша Аллах. 5217. Сообщается со слов Айши, что заболев той болезнью, от которой умер пророк, посланник Аллаха спрашивал: где я буду завтра? Где я буду завтра? Желая, чтобы поскорее настал день Айши. То есть Айша ты сбюсях, где ты качал, сагатяш, шалешхайна, муабяч, локал. Кан милзу дел чахарусо, кан милзу дел чахарусо. Так. Желая, чтобы поскорее настал день Айши. И его жены согласились на то, чтобы он сам выбрал Ардугьялш, короче. Зудриш, короче, Олшаха, Тандавону, Айлуча, короче, и уже были Аллах, спросили, сказали ему, Айлуча, Яхан Бисял, короче. Где ему быть? И он выбрал дом Айши, где и скончался. Айша рассказывала: он скончался в тот день, который он должен провести у меня, в моем доме. Аллах забрал его душу, когда его голова покоилась между моей шеей и грудью. И в тот день слюна его смешалась с моей слюной. 5795. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах сказал: пророк пришел к могиле Абдуллаха ибн Убайя уже после того, как тело было опущено в могилу, и приказал вытащить его оттуда. После того, как его вытащили, он положил это тело на свои колени, поплевал на него небольшим количеством слюны и одел на него свою рубаху. А Аллах знает лучше, почему он так поступил. Тот же хадис Сунан Аль-Кубра Ан-Насай, 2039, 2157, 2158. Тот же хадис Сунан Ан-Насай, 2019, 2020, 1901. Сунан Аль-Байхаки, Сахих Ибн Хиббан, Джамия Суюти, Муснад Ахмад, Сахих Муслим, Сахих Бухари.
1270. Аль-Муаджам Аль-Кабир имама Табарани. Хадис 2656. От Исхака ибн Аби Хабиби, освобожденного раба, посланника Аллаха, от Абу Хурейры, что Марван ибн Аль-Хакам пришел к Абу Хурейре, когда тот был болен болезнью, от которой он умер. Марван сказал Абу Хурейре: с тех пор, как мы сопровождали тебя, я не видел у тебя ничего, кроме любви к Аль-Хасану и Аль-Хусейну. Это внуки Мухаммада, два сына Фатимы и Али. Абу Хурейра заволновался, поэтому сел и сказал: я свидетельствую, что мы вышли с посланником Аллаха, пока не оказались на определенной дороге. Мы услышали голос Аль-Хасана и Аль-Хусейна, которые плакали, когда они были со своей матерью. Посланник Аллаха ускорил свой шаг, пока не достиг их. Я слышал, как он сказал ей: что случилось с моими двумя сыновьями? Она ответила: жажда. И так посланник Аллаха пошел к емкости с водой, чтобы поискать воду, и вода в ней была почти пустой. Люди также хотели воды, поэтому он крикнул: есть ли у кого-нибудь из вас вода? Никто не остался, кроме нескольких человек, которые пошли к своим верблюдам, чтобы поискать воду в емкости, но ничего не нашли. Поэтому посланник Аллаха сказал: дай их мне, то есть этих сыновей, своих внуков. Так что она дала ему их из-под своей груди, и я увидел белизну его рук, когда она дала их ему. Он взял их и прижал к своей груди, в то время как его глаза проливали слезы. Затем он прижал свой язык к их языкам, пока его страсть не утихла. То есть жажда этого питья этих детей, своих внуков, не утихла. Он, в общем, своей слюной напоил их. Он остался там, пока один из них не перестал плакать. Тогда он сказал: дай мне другого. Так что она дала ему другого, и он сделал то же самое с ним. Затем они оба замолчали, и я не слышал от них никаких звуков. Затем он сказал: идите дальше. Поэтому мы быстро двигались вправо и влево от дороги, избегая при этом обочины дороги, пока не встретили его на дороге. Мне не нравятся эти две вещи, плач и траур, и я видел это от посланника Аллаха. Сильсиля хадиса сахиха, 519. От Тарика ибн Абдуллаха передается, что пророк сказал: если ты молишься, то не плюй перед собой и не плюй справа от себя, но можешь плюнуть слева от себя при условии, что там никого не будет. Иначе только под ноги и размажь свой плевок. Следующий, 520. От Абу Хурейры передается, что пророк сказал: если кто-либо из вас встает на молитву, то пусть не плюнет перед собой. Ведь до тех пор, пока он в молитве, он общается с Аллахом. И пусть не плюет направо. Ведь поистине справа от него стоит ангел. Однако пусть плюет налево или же под ногу и закопает свой плевок. Это во время молитвы, намаза. Сунан Абу Дауд, 483. Передается слово Мутаррифа о том, что его отец Абдуллах ибн Шихир сказал: однажды я пришел к посланнику Аллаха, когда он стоял на молитве, и он сплюнул себе под левую ногу. Тот же хадис Сахих Муслим, 554а. Сунан Абу Дауд, 477. Передается слово Абдуррахмана ибн Абу Хадрада аль-Аслами о том, что он слышал, как Абу Хурейра говорил: посланник Аллаха сказал: кто войдет в эту мечеть и плюнет в ней или отхаркнет мокроту, то пусть зароет его. А если не сделает это, то пусть плюнет в себе одежду, а затем вынесет его. 478 сообщается, что Тарик ибн Абдуллах аль-Мухарриби сказал: посланник Аллаха сказал: если станет человек на молитву, или если один из вас совершает молитву,
пусть не плюет ни перед собой, ни право от себя, однако пусть плюет слева от себя. И если будет место или под левую ногу. После чего зароет его. Следующий, 7-9. Сообщается, что Ибн Умар сказал: однажды, когда посланник Аллаха обращался к людям с проповедью, он увидел на стене мечети, направленной в сторону Киблы, плевок. Он разгневался на людей, а затем, соскольбив его, велел принести шафран и протер им это место, а потом сказал: поистине Аллах находится перед одним из вас, когда он молится, поэтому пусть не плюет перед собой. Тот же хадис Сахих Муслим 5-6, Джамия Суюти, Аль-Мустадрак Хакима, Муснад Ахмада, Аль-Кабир Ат-Табарани, Сахих Ибн Хиббан, Сунан Абу Дауд 3824. Передается от Хузайфы, что посланник Аллаха сказал: если кто-то плюнет в сторону Киблы, то он придет в судный день с этим плевком между глаз. А кто поел этот мерзкий овощ, чеснок, пусть не приближается к нашей мечети. Он повторил эти слова трижды. Тот же хадис Сильсиля аль-Хадис ас-Сахиха 410. Сильсиля аль-Хадис ас-Сахиха 153. От Абу Саида аль-Худри передается, что посланник Аллаха стал совершать утреннюю молитву, а он молился за ним. И пророк, читая Коран, запутался в чтении. И когда он закончил свою молитву, то сказал: если бы вы видели, как передо мной появился Иблис, и я схватил его своей рукой и продолжал его душить, пока не почувствовал холод его слюны между этими двумя пальцами. И если бы я не вспомнил дуа моего брата Соломона, то этот шайтан был бы привязан к одному из столбов мечети, и с ним бы игрались мединские дети. Поэтому тот из вас, кто может сделать так, чтобы между ним и Киблой никто не проходил, пусть сделает это. Мощно, мощно, мощно. Запутался в чтении и начал нести дичь, короче, что перед ним стал шайтан, он боролся с ним, слюна между пальцами у него была, короче. Ошалеть. Сахих аль-Бухари. Еще раз повторяю, это конспект я составлял сам. После эфира он будет выложен в нашем телеграм-канале. Не надо пока спрашивать, у меня в ТикТоке, нигде. Я пока не отвечаю. Пока мы чуть-чуть зачитываем. У нас тема. Слушайте и впитывайте хадисы. Знакомство с пророком. Мы в 7 веке сейчас находимся. Это аттракцион Магомед называется. И тут в этом аттракционе есть машина времени. Мы возвращаемся в 7 век и, короче, живем там с пророком. Поэтому внимательно слушайте, вопросы пока что оставьте свои. Сахих аль-Бухари 4102. Сообщается, что Джабир ибн Абдулла рассказывал: когда был выкопан ров, я увидел на пророке сильный голод. Это когда на Медину курайшиты шли, Мухаммад, они рыли там полностью вокруг большую яму, короче, укрылись там. И в этот момент, короче, увидел в пророке сильный голод, он говорит. Тогда я отправился к своей жене и спросил ее: нет ли у тебя чего-нибудь из еды? Я увидел в посланнике Аллаха сильный голод. Она вытащила мешочек, в котором был 1 са ячменя, и у нас также была маленькая овечка. Я зарезал овечку, а жена размолола ячмень. Она закончила как раз тогда, когда я завершил разделку. Я положил куски мяса в котел и отправился к посланнику Аллаха. Когда я уходил, жена сказала мне: не позорь меня перед посланником Аллаха и теми, кто с ним. Когда же я подошел к нему, я сказал ему по секрету: о посланник Аллаха, мы зарезали небольшую овечку и размололи са ячменя. Приходи же и возьми с собой группу людей. Услышав это,
Пророк громко возвал: «О, люди Рва! Джабир приготовил нам угощение! Так пойдем же ты с нами!» Он сказал мне: «Не смешивайте ваш котел и не притрагивайтесь к тесту, пока я не приду». Тогда я вернулся домой, а вслед за мной, опередив остальных, пришел посланник Аллаха. Когда я подошел к своей жене, она стала говорить: «Чтоб тебя, чтоб тебя». Я ответил: «Я передал посланнику Аллаха все то, о чем ты меня предупреждал». Когда же она вынесла пророку тесто, он поплевал в него и воззвал на него благословение, после чего направился к котлу, поплевал в него и также воззвал на него благословение. После этого он сказал: «Позови ту, что будет месить со мной тесто». Я сказал своей жене: «А ты накладывай из котла, но не снимай его с огня». Клянусь Аллахом, их было 1000 человек, каждый из них ел, пока не насытился и не ушел. А наш котел кипел так же, как кипел в самом начале, а наше тесто все превращалось в хлеб так же, как в самом начале. Я просто похлопаю. Тот же хадис Аль-Мустадрак Аль-Хакима, Рияд Аль-Салихин, Сахих Муслим. Абу Дауд. Менструация и вода. Убайдулла ибн Абдулла, хадис 66, Сунан Абу Дауд. Убайдулла ибн Абдулла ибн Рафи ибн Хаддидж передал со слов Абу Саида Аль-Худри о том, что однажды посланник Аллаха спросили: «Разве мы совершим омовение водой из колодца Будаа? В этот колодец бросают запачканные менструальной кровью тряпки, собак и гнилые продукты». И посланник Аллаха сказал: «Эта вода чистая, и ничто не осквернит ее». 67. Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри сказал: я слышал, как посланник Аллаха говорил, когда ему сказали, что ему принесли воду из колодца Будаа, в которой бросают мертвых собак, тряпки, запачканные женским месячным, и человеческие экскременты. Он сказал: «Поистине, эта вода чистая, и ничто не может ее осквернить». То есть хлеб махитар, шахитар, масу био. Да, жаляши, бяхчалкши, дел жаляши, зучунци, и прокладкшат, маймата, я штаган, ищукыш, таколочур, хеденакон, будеат, эйолш. Сучур, короче, боолат энмадуй бош, да, сумштич. Законно приход тяакуна делу, дела тяак. Har islandin aanmelden delen tiersel, så pitchol и дела ночи. Армар, я бы хотел это дополнить сега Феуду, вот, из-за секунду. Да, проблем нет. И Сунан Аби Дауд, 67 хадишик, сега Феуду, Абу Дауд сказал: я слышал, как Утайба ибн Саид сказал: я спросил того, кто присматривал за колодцем Будаа, о его глубине, и он сказал: при самой большой глубине вода в нем доходит до уровня лобка. Я спросил: а какой бывает глубина, когда вода бывает? Он ответил: ниже аурата. Абу Дауд сказал: я измерил колодец Будаа со своим плащом в длину, затем растянул его на дне и измерил его локтями. И оказалось, что его ширина равна 6 локтям. Я спросил у того, кто открыл мне двери стада и пустил меня в него: изменился ли первоначальный вид его строения? Он ответил: нет. Я увидел в нем воду, которая изменилась в цвете. То есть глубина 6 метров, бецахалайхи, тахчукисана, леги бюри мосом шат, третама, цара, Мухаммад хадица ляха, бехдел целок, ахи, настолько орикхе таптани, отцу джингл, ахи, подол.
Да, тот же хадис Муснад имама Ахмада, два хадиса, Сунан аль-Байхаки, Джам'и ас-Суюти, Сунан ат-Тирмизи. Сунан ат-Тирмизи, 65-й хадис. Так. Сообщается со слов Ибн Аббаса, который сказал: одна из жен пророка искупалась в тазике. А затем посланник Аллаха пожелал совершить из него омовение. Тогда она сказала ему: «О, посланник Аллаха, я была в состоянии полового осквернения». Это как будто он не знал, с кем она спала, непонятно. Она его жена Мухаммеда. Мухаммед, ну, не суть, короче, не будет. Жена говорит Мухаммеду: я была в состоянии полового осквернения. Типа, зуди таги сануэши, дижан, бьё яронша, цану ее черонша. Ведь хеланчулта, цану ее черонша. И он ответил: поистине вода не оскверняется. Сказал Абу Иса, то есть ат-Тирмизи, этот хадис хасан сахих. И это мнение Суфьяна ас-Саури, Малика и аш-Шафи'и. Шейх Альбани назвал достоверный сахих хадис. Сахих аль-Бухари, 170-й хадис. Сообщается, что Ибн Сирин сказал: однажды я сказал Абиде: у нас есть кое-что из волос пророка, которые мы получили от Анаса или от его семьи. Тогда он сказал: иметь у себя его волосы любимее для меня, чем этот мир и все, что в нем есть. Следующий, 171. От Анаса, что Абу Тальха был первым человеком, взявшим себе часть волос посланника Аллаха, после того, как он однажды побрил себе голову. 6281. Сообщается от Анаса, что Сулейм растирала для пророка кожаную подстилку, на которой он спал днем. Анас сказал: пока пророк спал, она собирала его пот и волосы, помещала их в стеклянную бутылку и смешивала с благовониями. Сахих Муслим 2331а. Анас ибн Малик сообщил, что однажды посланник Аллаха приходил к нам домой, и на его теле был пот. Моя мать принесла бутылку и начала наливать в нее пот. Когда посланник Аллаха встал, он сказал: Сулейм, что ты делаешь? И она ответила: это твой пот, который мы смешиваем с нашими духами, и они становятся самыми ароматными духами. Тот же хадис Аль-Кабир ат-Табарани, тот же хадис Муснад Ахмада. Мустадрак имама Хакима, хадис 6912. Сообщается от Набиха аль-Анази, что Айман сказала: пророк встал ночью и помочился в глиняную посуду в углу дома. И я встала ночью и хотела пить, и выпила то, что в горшке, и не почувствовала, что это моча. Потом он проснулся утром и сказал: о, Айман, возьми этот горшок и вылей то, что в нем. Я сказала: клянусь Аллахом, я выпила то, что было в нем. Тогда посланник Аллаха засмеялся так, что стали видны его крайние зубы, и сказал: твой живот после такого никогда не будет болеть. Шечиш тамел зутчем грамел шечиш мелел хакир данел хакир цаца лозабатом. Вилел кайл нашкуш. Абу Нуайм, тот же хадис Абу Нуайм аль-Асбахани в
Диляйль ан-Нубуа, 365. Тот же хадис Аль-Кабир ат-Табарани, 21791. И теперь мы покажем кое-что вам. Хадису шурбили мар'а. Что же касается хадиса, которым хадису шурбили мар'а. Что же касается хадиса, которым сообщается о том, что женщина выпила аль-бауля, мочу пророка, саллаллаху алейхи, он говорит, сахихун, этот хадис является достоверным. Теперь далее, раваху ад-Даракутни, этот хадис, то есть о моче пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, передал имам ад-Даракутни, вакаля, и он сказал, имам ад-Даракутни сказал, хува хадисун сахихун, это достоверный хадис. Точка. Теперь смотрите, что говорит имам ан-Навави, подытоживая. وهو كافٍ في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا. Вот позиция имама ан-Навави. Перевожу. وهو и этого хадиса, достоверного хадиса, о том, что женщина выпила мочу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, отдельно сейчас мы его тоже разберем из других книг. Кафин этого достаточно фил ихтиджаджи для аргументации позиции ликулли фадаляти относительно всех остальных выделений, будь то слюны, крови, пота и так далее, киясан, как суждение по аналогии. Если это достоверно, это чистое, и пророк его, и этот хадис достоверный, как сказал имам ад-Даракутни, рахматуллахи алейхи, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не порицал ее за это, то это, говорит, достаточно, как вопрос киясан. Кияс это суждение по аналогии. По аналогии и другие, скажем, выделения тоже являются чистыми. Ну, как вам? Как вам? Ну. Плевки и вот пот и другие, говорит. Не хочешь сказать про говно, там, про мочу. Да. Так, идем дальше. Как бы это в ТикТоке к вам обращались, как бы вам, кафирам, не было ненавистно, мы будем распространять слово Аллаха и религию Аллаха. Можете захлебнуться своей ненависти. Мы не перестанем распространять сунну. Проклинайте мать, отца, всех. Все равно вы нас не остановите. Иншаллах рахман. Иншаллах рахман. Мы будем продолжать распространять слово Аллаха по всему миру. Как бы это ни было ненавистно кафирам. Аузу билля. Итак, Сунан ибн Маджа, 1927 хадис. Передают, что Джабир сказал, мы практиковали прерывание полового акта во время посланника Аллаха, а Коран не спосылался. То есть, ногти шкетит, раскматься больше, может, култам обуй. Сахаб, что есть, хадис, поймарол, заман, о. Васлыч момент, короче, халдуаққар бо, цаахума цагуоршен бо, харам цадуор и мекштур. Тот же хадис Сунан Аль-Кубра Ан-Насаи, тот же хадис Муснад имама Ахмада. Сахих Аль-Бухари, 5207 хадис. Сообщается, что Джабир сказал, во времена посланника Аллаха мы предохранялись путем азаль, то есть извлечения члена из влагалища до того, как происходит семяизвержение. 5208 от Джабира. Мы предохранялись, а Коран не спосылался. 5209. Мы предохранялись во время посланника Аллаха, а Коран не спосылался. 5210.
Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри сказал: захватив рабынь во время военного похода, мы предохранялись во время совершения с ними полового акта. Затем мы спросили об этом посланника Аллаха, и он трижды воскликнул: неужели вы это делаете? Затем он сказал: поистине всякая душа, которой суждено появиться, до самого судного дня непременно появится. 2542 сообщается от Ибн Мухайрис, сказал: однажды я увидел Абу Саида и спросил его о прерывании полового акта. И он сказал: мы отправились вместе с посланником Аллаха в поход против Бану Аль-Мусталик и захватили пленных из числа арабов. Мы возжелали их жен, ведь холостая жизнь стала тяготить нас. И мы захотели заниматься с ними сексом, извергая сперму вне лона женщины. Мы спросили об этом посланнику Аллаха, и он сказал: вам ничем не повредит, если вы не станете, если вы, в общем, кончите прямо туда или вытащите, ибо поистине всякая душа, которая суждено появиться, до самого судного дня непременно появится. Тот же хадис Сунан Аль-Байхаки, 2 хадиса, Сунан Абу Дауд, 2 хадиса, Муатта Малика, Муснад Ахмада и Сахих Аль-Бухари, 4138. Сунан Абу Дауд, 2171. Передается от Абу Саида Аль-Худри, что один человек сказал: о посланник Аллаха, у меня есть рабыня, и я извергаю сперму вне ее лона. Не в нее. Потому что не хочу, чтобы она забеременела. И потому что я желаю того, чего обычно желают мужчины. То есть я хочу от нее только секса, дети мне не нужны. Поэтому я не кончаю в нее. Но иудеи говорят, что это малое убийство. И посланник Аллаха ответил: иудеи лгут. Если Аллах пожелает создать ребенка, ты не сможешь помешать ему. Тот же хадис Сунан Аль-Кубра Ан-Насай, Муснад Ахмада, 2 хадиса, и Сунан Аль-Байхаки. Сунан Абу Дауд, 1789. Передается от Джабира, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха и его сподвижники объявили о своем намерении совершить хадж. Причем жертвенный скот они гнали только пророка и Тальха. Али прибыл из Йемена. С ним был жертвенный скот. Он сказал: я объявил о таком же намерении, что и посланник Аллаха. Потом пророк велел своим сподвижникам считать совершенные обряды умрой и еще совершить обход вокруг Каабы, укоротить волосы и снять ихрам всем, кроме тех, кто гнал жертвенный скот. Люди стали восклицать: неужели мы отправимся в Мину, а с наших половых органов будет капать сперма? Посланник узнал о том, что они говорили, и сказал: если бы я мог повернуть время вспять, я не стал бы гнать с собой жертвенный скот. И если бы со мной не было жертвенного скота, я бы вышел из состояния ихрама. То есть я ни хрена не понял, понимайте сами как хотите. Они хажса диашбуиш, шейцани устредуцага, дикнистел роппел. Так и скот бочага, и скот урсак хаждиаш, урсак устриш лилуш волцага, цаляга уайцади алацо. Так нах муабет билбелла. То есть хаж омуда халренчтия сперми ваагашто, то муда хаждаш. Поэтому ответ дело, то ответ вообще касаться держать. Короче, это тупой гумдо, я не знаю вообще, как это комментировать. Лукаши сперму агашил шашмуди, то он им говорит: если бы я мог повернуть время вспять, я не стал бы гнать с собой жертвенный скот. И если бы со мной не было жертвенного скота, я бы вышел из состояния ихрама. Короче, я ни хрена не понял.
Сахих аль-Бухари 3332 передается от Абдулла ибн Мас'уда сказал: правдивый и достойный доверия посланник Аллаха сказал нам: поистине каждый из вас сначала формируется в чреве своей матери в течение 40 дней. Затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови, и еще столько же в виде кусочка плоти. А затем Аллах отправляет к нему ангела, который получает веление записать 4 вещи: его дела, его срок, его удел, а также то, счастливым он будет или злосчастливым. После чего в него вдувается дух. И поистине любой из вас может совершать дела обитателей огня, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь 1 локтя. А потом возобладает написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и войдет в рай. И поистине любой из вас может совершать дела обитателей рая, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь 1 локтя. А потом возобладает написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей огня и войдет в огонь. 3333 следующий. Сообщается со слов Анаса ибн Малика, что пророк сказал: поистине Аллах представляет к утробе матери ангела, который говорит: о Господь, сперма, о Господь, сгусток крови, о Господь, кусочек плоти. Когда же Аллах желает завершить его сотворение, ангел спрашивает: мальчик или девочка, несчастный или счастливый, каков его удел? И все это записывается еще в утробе его матери. Тот же хадис Муснад Ахмад, Сунан аль-Байаки, Сахих Бухари, по 2, по 3, Джамия Саюти, Сахих Муслим. Сейчас продолжим. Saam Megijas. Алло? Про жертвенный скот ханнах цакайта байар абис лидари. Ну и сейчас вага изайош спермайош, короче, сейчас мода мини цауняды жертвенный скот ханёя ларишиёг. Жертвенный скот текуря царшабош, цахомшди чукается. Причем тут это, Барасан? Я не понимаю. Объясни, я при чем тут это? Настолько мерзкий он дует, что он дочь. Ну, сам примерно, короче, просто это. И скот тяц, от скот тоже я шло, бена бог, царь одним словом. Большой, али, хихули лам, да? И юрдешай просто осознание. Сам примерно, догадываться, да, отлично. Передается от Джабира, да будет доволен им Аллах и его отцом, что посланник Аллаха и его сподвижники объявили о своем намерении совершить хадж. Причем жертвенный скот гнали только пророка и Тальха. Али прибыл из Йемена. С ним был жертвенный скот. Он сказал: я объявил о таком же намерении совершить хадж, что и посланник Аллаха. Потом пророк велел своим сподвижникам считать совершенные обряды умрой и еще совершить обход вокруг Каабы, укоротить волосы и снять ихрам. Всем, кроме тех, кто гнал жертвенный скот. Люди стали восклицать: неужели мы отправимся в Мину, а с наших половых членов будет капать сперма? Посланник узнал о том, что они говорили, и сказал: если бы я мог повернуть время вспять, я не стал бы гнать с собой жертвенный скот. И если бы со мной не было жертвенного скота, я бы вышел из состояния ихрама. И жертвенный скот у животных шел, что одна тяжесть. И не сделал думбош, как обычно. Вот қиет қаласы бол. И дум халқи слуш, отунаға сатату олуш, хақар чықылы қош. Тәр хадисері, осы хадису хадисері. Освободял, а сядом одыш. Делал дух, освободял. Медленно думал.
Civilizations. Так, совладел. Армата на отведенные темы камелдам отворяют. На какие отведенные? Ну, ждешь вельчса насчет извечности Вселенной или сотворения, ну, это обсудить это мастерство мысли. Проблем, ja? Долмо да. Якщо Так, совладел. Хорошо, хорошо. देख के तंगती गईयां पहली बार मलंगती गईयां अखी देख के तंगती गईयां अखी देख के तंगती गईयां पहली बार मलंगती Половую связь с животными. Сунан Абу Дауд. Также есть фиг по этому поводу. Так. Ага. 4000, Сахих Бухари, 4615. Сообщается, что Абдулла ибн Мас'уд сказал: когда мы участвовали в военных походах вместе с пророком, с нами не было наших жен. И однажды мы спросили его, не кастрировать ли нам себя. Однако он запретил нам делать это и разрешил снимать проституток, то есть заключать временные браки, позволив отдавать женщинам в качестве махра кусок одежды. А потом Абдулла прочитал аят, в котором сказано: «О те, которые уверовали, не запрещайте того блага, что Аллах разрешил вам». Тот же хадис 500, то есть 5075. 5076. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды я сказал пророку: «О, посай Аллах, поистине я молод, и я боюсь, что могу совершить прелюбодеяние, а жениться не в состоянии». Но он ничего не ответил. Потом я сказал ему то же самое еще раз, и он опять промолчал. Потом я сказал ему то же самое еще раз, и он опять промолчал. Потом я сказал ему то же самое еще раз, и на этот раз пророк сказал: «О, Абу Хурайра, высохло перо, записавшее то, с чем тебе предстоит столкнуться. А поэтому ты можешь как кастрировать себя, так и отказаться от этого». Сахих Муслим, 1406. Сабра ибн Ма'бад сообщила, что посланник Аллаха разрешил своим сподвижникам вступать во временные браки, то есть снимать проституток, с женщинами в год победы. Итак, я и мой друг из Бану Салим отправились в путь, пока не нашли молодую женщину. И Бану Амир, которая была похожа на молодую верблюдицу с длинной шеей. Мы предложили ей заключить с нами временный брак и подарили ей наши плащи в качестве платы. Она стала присматриваться и нашла меня красивее моего друга. Но плащ моего друга показался ей красивее моего плаща. Она немного подумала, но потом предпочла меня моему другу. Мы занялись с ней сексом, и я оставался с ней 3 ночи. А затем посланник Аллаха повелел нам развестись с ними, с такими женщинами. 5072. Сахих Бухари. Обращение человека своему брату: выбери из 2 моих жен, какую пожелаешь, и я разведусь с ней ради тебя, чтобы ты женился на ней.
Сообщается, что Анас ибн Малик сказал, когда Абдурахман ибн Ауф прибыл в Медину, пророк побратал его с Саадом ибн Рабиа аль-Ансари, который предложил ему поделить двух своих жен и имущество пополам. Так. Pārvot. Ne mučaj Tekrar da- zeyliyorum hadis Muhammed'in Allah ve en karoç Allah yine bu. Мило где дитя. Sahih Sunan At-Tirmizi 25, 80, 25, 81. Дешем, дешешь. Вопрос, можно ли во время... Не мучает вопрос, можно ли во время половой близости не кончать вытащить, или это харам. И, в общем, вопрос, есть действительно кто-то там, пик шутик хотите. Типа, ну, шукейта что-то сова, слушай, да мек что и короче, хояхта, да шутка, мек что брат. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Не мучает вопрос, можно ли во время половой близости не кончать вытащить, или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Никогда не следуйте этой сунне, иначе останетесь бездетными, а жена ваша будет больной. Сахих Бухари. А? Она в религию, что и Дуде. Камасутра и Штумцаматору. Сахих Аль-Бухари 5069. Сообщается, что Саид ибн Джубайр сказал: однажды Ибн Аббас спросил меня: ты женился? На что я ответил: нет. Тогда он сказал: женись, воистину лучшие в этой общине те, кто имеют большое количество жен. 5068. Со слов Катады. Пророк обходил своих жен за одну ночь, и в то время у него было 9 жен. 268. Катада передал: в течение дня и ночи пророк обходил всех своих жен, а их было 11. Катада сказал: я спросил Анаса, неужели такое было ему под силу? Анас ответил: мы часто говорили друг другу, что он был наделен силой 30 мужчин. Сахих Муслим 309 сообщается, что пророк обходил своих жен, совершая большое омовение, гусаль, при этом лишь только один раз. Zeit zutchent олош, хулабо Мухаммад Сабиян Ичацалевич. Тот же хадис Муснад Ахмада, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сунан Аль-Кубра Ан-Насай 3. Сахих Ибн Хиббан 2. Джам'ия Суюти 2. Сунан Ан-Насай 2. Сунан Ибн Маджа, Сунан Ат-Тирмизи, Сунан Абу Дауд, Сунан Дарими. Смотрите, ни в коем случае не выполняйте эту сунну. Это сунна гарантированное заболевание около 30 болезней, в том числе сифилис, герпес, ВИЧ, гонорея и хламидиоз. Гонорея и хламидиоз становятся частой причиной бесплодия и воспалительных заболеваний мужской мочеполовой системы. Заболевания, которые передаются половым путем, всегда сопровождаются появлением секреции из влагалища, зуд и желтые выделения у женщин, признак трихомониаза. Это венерические инфекции развиваются после проникновения полового члена в половые пути от зараженного патогенные возбудители в половые пути от зараженного партнера во время незащищенной интимной близости. Также желтые выделения из уретры у женщин, признак хламидиоза. Заболевание характеризуется жжением внутри половых путей, болью во время интимной близости,
частыми позывами к мочеиспусканию. Одним из поводов для обращения к врачу при хламидиозе становится цистит. Женщина жалуется на то, что воспаление мочевого пузыря не удается ликвидировать стандартным набором медикаментов, и во время обследования у нее выявляется наличие этой половой инфекции. И вот вам доказательства, что у Мухаммада были эти болезни, у его жен. Сахих аль-Бухари 2037. От Аиши. Вместе с посланником Аллаха совершала и'тикаф одна из его жен, у которой были хронические кровотечения. У нее были желтые и красные выделения, и иногда мы даже ставили под нее тазик, когда она совершала молитву. А вот уже доказательство наличия болезни у жен пророка из-за беспорядочного секса Мухаммеда со всеми подряд. Теперь понятно, почему у Мухаммеда не родился ни один здоровый ребенок, и почему он иногда писал сидя. Арман, ну поясни текст. Educația. Просто уже докер сюда насосом шипнутыш. Cred că educația, nu, să gimma, să chiar, da, gimma, să pobra. Ясно, Гидеона. Так, свободята. تناكحوا تكاثروا. Акум подтверди, дайте вы. Танакаху вапа. Те словари вистрела китя. Вот. تناكحوا تكاثروا. Женитесь и размножайтесь. В судный день я буду гордиться, что моя умма самая большая. Это завещание пророка Солнца. И Ибн Аббас передал Бухари. Ибн Аббас спрашивает одного из табиинов: ты женился, говорит? Он говорит: нет. Он говорит: тазаввадж, говорит, женись, говорит. Поистине лучший из этой уммы тот, у кого больше всего жен. И у кого больше всего жен, мы знаем, пророк Солнца. 9 жен. Он до самой смерти, 63 года ему было. Он на максимальной скорости, можно сказать, 9 жен было. Нам только... Правда ли, что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, была сила 40 мужчин? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Да, на это указывают многие хадисы. Анас передает хадис от пророка, хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Анас кто был? Он был слуга для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он знал, пророк где бывал, постоянно с ним ухаживал. Он говорит, за ночь, говорит, он обходил все свои жены. Они были 11, совсем близость бывало. Мы спрашивали Анасу, говорит, пророк мог столько близости за это время? Анас отвечает, мы говорили, нам говорят, что пророку дано сила 30 мужчин. Сила 30 мужчин, в другом ривайте есть сила 40 мужчин. Из этого сила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, намного больше, чем обычных мужчин. И в близости, и в своем человеческом силе Аллах Субхану Тааля дал ему сила 30 мужчин. Аллаху алям. Братья и сестры, современные Да, ладно. Там имеется в виду и сексуальные силы тебя. Сейчас говорит, Иова человек хотел, видишь, ты сила цагала, короче. Сексуальный контекст. Ты себя представь, ты, кого они там растят, кого они воспитывают, эти люди, кого они воспитывают. Типа кроличья работа. Животное вот это, жалибах, там культ. Тот, кто это больше делает, тот, кто это делает, там самый мужчина, самый супер, самый пупер, у кого больше стоит там туда-сюда. Все внимание на это все там. И воспитывает абсолютно животных. Только которые, у которых инстинкт. Она 30 или ухана 40 противоречит Сахольцу. Сахольцу. Он есть такая.
Хаймер, солдат, Сесетлинский автор, я послушал начало, кого он там, кому он сказал жениться там. Всем жениться, хадис ли, чоризм, достоверный, да. Ну да, кому он там, кому он обращался в самом хадисе? Абу Хурайрам Сахир, я прослушал. Танакаху такасару. Женитесь и... Вот все просто оттуда идет. Муснад Ахмада. Сахих Бухари 180. Передается слово Саида Аль-Худри, да будет доволен Аллах, посланник Аллаха, послал за одним человеком из числа ансаров. Секунду. Из числа ансаров. И когда он явился, мы увидели, что с головы его стекают капли воды. Пророк сказал: очевидно, мы заставили тебя поторопиться. Тот сказал: да. Тогда посланник Аллаха сказал: если тебя поторопили, или же ты не испустил сперму во время секса, тебе следует совершить омовение. Муснад Ахмада 26-186. Я слышал, как Айша сказала: иногда я замечала пятна спермы на одежде пророка, поэтому удаляла их ногтем. Муснад Ахмада удаляла сперму со своей одежды. Пророк обычно удалял сперму со своей одежды, используя кору дерева алоэ. Затем он совершал в ней молитву и использовал ее, чтобы очистить свою одежду от остатков сухой спермы, после чего он совершал в ней молитву. Сунан Абу Дауд 364. Мухаммад ибн Юсуф рассказывал нам, ибн Уайну от ибн Аби Наджихе об Ата об Айше, она сказала: у одной из нас была рубашка, в которой у нее начались месячные, и в ней же она подвергалась сексуальному осквернению. Затем, если она видела на рубашке каплю крови, она стирала ее, смазывая слюной. Тот же хадис Сунан ад-Дарими 1409. Ваш Allah şahvatin hurd olsun stat. Adel hiyelin şu ahvetçiş. Hokkan gölü Allah. Delar Allah göl. ислам отстал от морали. Ваш ислам отстал от морали, деградировал и остановился, где педофилия является нормальным, богоугодным делом. В возрасте 53 лет жениться на 9-летнего ребенка, переспать за день и ночь с 11 женами, при этом искупавшись один раз. Жениться на жене приемного сына, жениться на двоюродных сестер, заключать временные браки. Это называется сегодня снять проститутку. Если у женщины месячные, то ей нельзя совершать намаз. Анальный экс в исламе. Захотел жениться на второй, но первый угрожает разводом. Произошли полюции. Оральные ласки в исламе. Свои половые органы. Уповайте на Аллаха и женитесь. Когда у тебя месячные, схватился за член своего отца. Запрет на оральные ласки не пришел, соответственно, он разрешен. Поэтому идите и делайте. А можно заниматься анонизмом в исламе? Как правильно писать в исламе? Либо вот так, либо вот так. Анальный секс, он типа входит в оральные понятия. Будет ли экс в раю? У каждого из обитателей рая будет 2 жены. Будет ли экс в раю? У каждого из обитателей рая будет 2 жены. А про праведных женщин этого мира, которые заслужили рай, Аллах сказал: мы сотворим их заново и сделаем девственницами. То есть они не будут там старыми, а будут молодыми девственницами. Попадая в рай, жена будет круче райских дев. У нее с мужем будет секс по ощущениям 100 раз лучше, чем на земле. Я считаю, что это заслуживает того, чтобы жить праведно в подчинении Аллаху. Az nem azt mondod, hogy azt csolatszol.
Сам признает. Я считаю, это заслуживает того, чтобы поклоняться. Замечательно, наоборот. Хороший Ватсон, я говорю, Кавказьячане, Лелюш, короче. Хороший ячку, смололи, Алла сюлиш, представь, да? А до гурт бьют я. В комментариях я зина, helvete, vi Кавказцы, boss, да? Ты харят, ука. Эрдяч, лятвяч, короче. Прошу прощения. Dindić, ой, да, он был еще, Dindić, упай. Tā saruna bija ļoti Dvagdiet Jercena. Очень был огорчен, что ему Мадар 900, он резь бахчиш просто. Кавказиш, таеган был, шуша туда-сюда, Дагестане. Указ объявил, что я зина, короче, позера видео, короче, был. Вы, хуйня, гордый кавказцы, я думал, за хуйня динек бош. Люди, ваши жены будут хуйня динек с нами, а вы будете разводиться, бошта, по лицу тебя. Лицо узат, давай. हलाला के नाम पर महिला का शोषण पहले मैं अपने Английский muatkayşın, перевод değiş, короче, это зуда. Индонезия, дуар. I got married to my husband, Бог. Я была замужем за моим мужем, Бог, да? But then he divorced me. Потом он развелся со мной. Потом он शौहर развелся. के साथ निकाह होके गई उसके बाद मुझे तलाक दिया गया फिर After that, my father-in-law married me. Потом мой отец моего... Освободилась, перевод, да. Потом отец моего мужа... Чего? Отец Бога, зять Волсу, как я понял. Да, свекор, точнее, свекор. Making me my husband's stepmother. Це хуютіться. Асолон, собрать. Жениться на богство. Отец. Переводы, это собрать. Я была замужем, был замуж за человеком, потом он развелся со мной. Потом его отец, то есть ее бывший свекор, женился на ней, и ее бывший муж, она для тебя его мачеха. Ищет абсурд. Да, ищет Дони, да, дальше слушай, подожди. इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई और क्या नाम फिर से Фудзияма. Теперь мой муж, который был сейчас, который уже свекор вышел, мужу, он развелся со мной, он меня оставил. मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा फिर अपने भाई И он поддерживает меня, чтобы я вышла замуж за другого его сына, за старшего, за брата, которого первого мужа. Теперь, получается, я стала сестрой, это, имеется в виду невесткой своему первому мужу. सबीना अकेली नहीं है निशा के साथ Сабина не одинока в этом случае, то есть это происходило и с Нисой. Произошло и с Нисой похожая вещь, похожий случай. कुछ ऐसा ही हुआ जिसे हलाला Когда Гаруду, это уже когда ее муж отдал ее своему другу. के नाम पर पति ने दोस्त को सौंप दिया देने के बाद में после развода, после того, как мой муж дал мне развод, он подложил меня бокс, он подложил меня под его друга. Да? Ой. Ну так как. Вместе с его другом Цабовцу. Да, как я понял, вместе с его другом. И после того, как он развелся, имеется в виду, и подложил подруга, и типа потом он сделал видео и бросил меня. Видео снялся, это процесс, как я понял, и бросил меня, оставил меня. Да, совершенно верно. ما يمنعك عن النوم مع
В общем, он говорит, спрашивающий спрашивает его, а что тебе мешает переспать со своей мамой? أمك هو الإسلام؟ Ислам? Ислам тебя останавливает от секса со своей матерью? И он отвечает, да, действительно, это ислам меня останавливает от секса со своим... Хугалацун, хэш ватсуй. Хази. Началось. Izranis vēl šajās Izraels. الإسلام. يعني لو كنت أنت لست مسلم كنت Хозяин, вообще сахахтер демек. لو ما كنتش مسلم وكنت ملحد ما فيش عندي حرمات ولا حد هيحاسبني. В смысле? Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворы, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь, там, понимаешь, как грязь, как и так далее, как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывай. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый, пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми, это твой муж должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад сказал, пусть идет к своей жене. Пророк Мухаммад Вправе ли муж отказывать супруге в половом акте? По личному опыту, Бог, что мягче свой, потом, личный опыт, проблемы существующие. Вправе ли муж отказывать супруге в половом акте или он обязан удовлетворить ее? В книге Ихья Улумуддин написано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Воистину у тебя есть обязанность перед своей супругой». Ученые сказали, что в данном хадисе подразумевается половая близость. Хадис передан от имама Бухари. Также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «И даже совершение любым из вас женой полового сношения – это садака». Они спросили: «О посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, он получит награду?» Он ответил: «Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Но точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда».
Хадис передан от имама Муслима. Супруги обязаны удовлетворять потребности друг друга, чтобы ни один из них не помыслил о греховном. Ведь для поддержания семейной идиллии между супругами необходима регулярная половая жизнь. Имам Аль-Хазали, да смилуется над ним Аллах, пишет: ему, то есть супругу, следует совокупляться с супругой раз в 4 дня, так как такое количество раз наиболее разумно, учитывая то, что максимальное количество жен 4. Следовательно, допустимо откладывать соитие до этих пор, то есть до 4 дней. Однако следует прибавлять... Короче, если что, Интим Ислам. У нее своя группа, она расскажет, как правильно заниматься сексом, как предохраняться, кончаться, не кончаться и так далее. А вот это наша дуа. Мы же просим, чтобы наша мама была в раю. Потом посмотрим, что с ней будут делать в этом исламском раю. ارحم أمي كما رحمتني صغيرا اللهم أسعد أمي. О, Аллах, сделай мою маму счастливой, отправь ее в наш исламский рай, гарем бордель. أمي كما أسعدتني كبيرا وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم. Фирдоус самый беспощадный секс уровень еще не усманичал. Он будет обнимать ее на протяжении 40 лет, не ощущая времени и не уставая. Они будут любящими и равными по возрасту. Их занятием в раю будет рассечение девственной плевы на берегах райских рек. Это их развлечение, которым они будут заниматься. Просим у Аллаха Его милость. Короче, шайнхайтташ войнану аелсмани бой, твой шайна полный, беспощадный секс даючел. Борделю, короче, цучу богат богшин воюш. Хвала Аллаху, который создал прекрасных девственниц рая, которые в своей красоте подобны драгоценным камням и кораллам, и которых Он создал для верующих. Чистые и скромные, которых до этого не касался ни человек, ни джин. Брат, разве ты ее не любишь? Тебе уготованы 2 жены, когда ты войдешь в рай. У них нет ни менструаций, ни родов, ни слюны, ни соплей, ни мочи, ни кала. Если женщина из обитателей рая выйдет к обитателям земли, она заполнит светом и ароматом пространство между землей и раем. В раю вам будет дана сексуальная сила такого-то и такого-то из общины. Посланника Аллаха спросили: «Хватит ли нас настолько?» Он ответил: «Каждому будет дана сила 100 мужчин. Они будут ревновать тебя и будут петь для тебя». Послушайте же, что сказал посланник Аллаха Сас. «Поистине гурии будут петь для нас в раю, но их пение не то, что у звезды Востока Кульсу или у Абд Аль-Халима. Нет». Бисмилля, можно ли выйти замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. В этом нет ничего зазорного и запретного. Например, если твой муж умер,
или ты развелась от мужа, можно за его брата замуж выйти. Аллаху а'лям. Можно ли жениться на двоюродной сестре дочки? Да, можно. Чтобы вы знали. Многие говорят, как это можно делать, как это. Вы пренебрегаете религией Аллаха Субханаху ва Та'аля. Многие соседние республики Дагестана говорят, у нас это невозможно. Как это можно делать? В Дагестане некоторые села говорят, это невозможно, зачем? Как это можно? Это религия Аллаха Субханаху ва Та'аля. Если невозможно было бы, пророк не сделал бы это. Пророк обоих своих дочерей отдал замуж за двоюродных братьев. Это были оба сыновья Абу Лахаба. Оба за двоюродных братьев отдал. За своих двоюродных братьев. Они были двоюродные братья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатиму отдал за двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на двоюродную сестру свою, Зайнаб бинту Джахш. Из этого говорит, как это можно? Это наша религия не делается эмоциями. Наша религия, Коран и Сунна. И самые лучшие, которые те деяния делал, которые делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если даже в нем было бы наименьшее что-то запретного, или же непристойного, или же неподходящего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал бы. Пророк и его семья, Аллах Субханаху ва Та'аля, выбирает на лучшее состояние. Из этого вот наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого тоже говорит, как это можно и пренебрегать этому, и ругать этого, как многие азиатские страны тоже, которые это распространялся, что это запретно. Вы не уверили полноценно пророку, саллаллаху алейхи вассалям. У вас неполноценная религия. Аллах в Коране говорит, «Удхулу фиссильми каффа». Вы заходите в религию полностью. Не часть, которую вам нравится взять, которую нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что которое принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Армат, запомни это. Запомни это. Что полный мусульман ждать. Файмар, собордя уолволе. Цубор, шейва Абу Лахаби, كانت شجوات سبورتو. Да. أخو أبو لهب شيء علي شيء يا لغش أنا أبو لهب يا المتى ترتو أتفرق الله خبوك شاتويش يا لوريح نحسن يا فاتم رئيس الغلو Важно то, что он говорит, вы еще это сунна душон щичьяли, сунна душон и бахту. Как вы можете вообще даже отрицать это? У вас не полный ислам, значит вы не мусульмане, вы законно хотите ее отцу. Хочу ли интересно, самый любимый вы имам Малуис. هو интересно, да, хайшон, самое лучшее. От поехмару мелли, нагать о идеально, хум дуэл, телоч, дуол царица ислам. Но вот и хум ждит сволельча, ха идеалир, ду аксерон от элец дизол царица, логически противоречит согласованию в моменте. صحيح البخاري حديث 267. Тесла, Хубара, Однажды я иметь до 4 жен, поэтому все нормально, все законно. Ассалам алейкум. Как вас зовут? Аднан. Аднан, очень приятно. Познакомитесь с женами? Пойдем. Можно войти? Да. Как вас зовут? Шубана. Меня зовут Дима. Извините, если можно, я сразу напрямую буду спрашивать. Вы жена какая? Первая, вторая или третья? Вторая. Мы пойдем познакомимся с вашими, как назвать, с вашими коллегами, с вашими родственниками, с вашими подругами, или как правильно назвать разговоре других жен? Можно сказать, с подругами. Ассалам алейкум. Можно познакомиться с вами? Да, конечно. Меня зовут Шайда. Я третья жена. Очень приятно. А вас как зовут? А я Шумбал. Вы самая первая жена?
Да. Получается, две девушки спят в одной комнате, а вы с одной из девушек в другой. Да, двое там и одна здесь со мной. Арман, Лучше всего он накрасит один на Вали. Даю суп полноценный. Арман, заметь, Дереаш, Феррер. Друзья Йохцу. Не семья, не член семьи, там, подруги, да. Коллеги. Он Товарищи, за он за один ночь мог всех жен удовлетворить. 9 жен. Пророк 9 жен мог, за 50 лет ему было, под 60 лет. Ты молодой парень, одну жену не можешь удовлетворить. Если муж не удовлетворяет тебя и не нравится, или же свой долг не делает, не обеспечивает, или постели, и все это, если муж не делает, тогда обратись к шариатскому кади, чтобы решил ваш вопрос. Дарик отты йоху. وقادي علاقتي تاخد ماشي يعني وإمام ومولا دقائق التطعيم ده ستامبيا شباتسو تعطانا وصليا كروجي ديل ده عديد نشتو شده مصارى تردين ده الله أكبر Бля, многие задаются вопросом. Короче, единственный версии это придумати. Ни в Сунне, ни в Коране есть и Бог, но исламский мир не отвергает это мнение, короче. Адам Хавауи, адо или Бог дать? Ответ мы дадите, это дебилизм мою и полностью первобытный, иудейский бред мой, инцестный. В общем, но и версию чукар, короче. Сунна тебя Коран чаяц, но и версию, короче, исламу предлагать. Ежи версии, короче, цапио безобразно, вообще что долой был. Вопросом, как так получилось, что дети Адама, первого пророка, первого человека на земле женились друг на друга, брат родной женился на родной сестре. Аллах в Коране говорит: «Халякакум мин нафси вахида». Он создал вас от одного человека. Но ни в Коране, ни в Сунне не пришло подробностей, кто на ком женился. Все эти подробности пришли от сподвижников. То, что жена Адама рожала одновременно и мальчика, и девочку, и сын, родившийся от первой беременности, женится на дочери, которая родилась от второй беременности. В целом получается, брат женится на родной сестре. И в целом эту мысль исламский мир не отвергает и принимает. И ученые здесь дают объяснение. Всевышний Аллах разрешил во время Адама, чтобы сын или брат женился на родной сестре. Они говорят, это необходимость дарура, чтобы человеческий род размножился. И в последующем Всевышний Аллах это запретил. А если здесь человек скажет, почему нельзя было создать еще пару людей, помимо детей Адама, чтобы они могли жениться? На самом деле это воля Всевышнего Аллаха. Так Всевышний Аллах захотел, чтобы мы были все от Адама. Здесь мы всего лишь можем предполагать, почему Всевышний Аллах так захотел. И одно из предположений, а это нас будет объединять. То есть если мы знаем, что у нас один Отец, нас это сближает и объединяет. Аллаху алям. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тесла представил, вот, и Анатолий Луис. Фу, Хауэна Кардалиас. Это волк яцерца, борз яцерца, Риме айол. Анатолийская волчица, Оларсона, да? И Ром скормитин. Ромул и Реми, ну Риме легенду, что Рим основал там Ромул, это два брата было, волчица их нашла, вскормила, один брат убил другого брата, и этот оставшийся Ромул основал, короче, Рим больше. А представь, если, как эта волчица могла их кормить, волчица же не кормит там людей там туда-сюда, ну так Зевс захотел, представь, не могу дальше аргументация. Ну так Зевс захотел. Видео лет, то есть, от хадиса, Аллах разрешит, да, человеческий, нутрон, мерзких ешдалхум, грешных ешдалхум, дозволен духовный, короче.
Да, где что описывать. и христианские позиции, царь, хаяцак, это у них там, типа, инцест запрещен только Моисеем, закон, да, это инцест. Мекшерцунде Авраам, Моше, Ишмария, или народной Сара, Ибраиму. Адам, Сиштиалин, Бог, теперь объяснению. Но вопрос-то не в этом, он запрещенный Аллаху, и диняца динях, вы по природе, вы Бог улкалан улдал, вы организм, вы калан улдала, вы ищите и палки егич, короче, бер цахуль шмакальницу, вы. А тут, короче, запретный, разрешенный вопрос, и той жанр дебиус. Aham, iş boğ parmatson ve şolsan arboçun. Вашуй, Оши шичалина уже шолох бейрди нахтар зяб. Да. Ишхет вообще полно будет. Расскажи мне, Мелбабу, дикадети. Постепенно, каждый мутант хахуж, да и кереш буду вообще. Также в исламе разрешена некрофилия. То есть прощальный секс с умершей женой. А также разрешено жениться на родную дочь в шафиитском масхабе, если она родилась от прелюбодеяния. То есть ты можешь на свою родную жену, на родную дочь жениться, если ты где-то сделал зина, у тебя родилась дочь, она повзрослела, ты имеешь право жениться на свою дочь. Шахр Сахих Муслим, Китаб Ар-Ридаа, хадису 1457, Ан-Навави. Сказали Малик, Аш-Шафи, Абу Савр и другие, что половой акт не несет особых последствий, прелюбодею дозволен брак с матерью и дочерью, рожденной от нее в результате их прелюбодеяния. Напротив, Аш-Шафи добавил, что мужчине дозволен брак со своей дочерью, рожденной от его семени в результате прелюбодеяния. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Да, вот. Ловчище масхаб, шафийский. Помнишь, Пайма, заходили тут со шафийский масхаб, а уборка. Да, и вот подтверждение слова. Достоверно ли то, что имам Аш-Шафи дозволял жениться на дочери, рожденной от зина? ثبت عن الإمام الشافعي أنه يصحح أن يتزوج الأب بابنته من الزنا. هذا مروي عن الشافعي. Это предание Аль-Маури от Шафии, которое передали от него многие ученые. Некрофилия. Расскажи мне, на какой такой моральной основе сношение с трупом является чем-то плохим? То есть труп, все, он умер, это кусок биомассы, ему пофиг. Тогда в чем проблема? Один доволен, а второй не возражает. Ирч бастицун, мел, ирч вайсон. Интервиция, инцеста, хавяушсан. Как раз последствия решали. Некрофилия, это с трупами сексом заниматься, называется некрофилия. То есть в исламе оно не запретно. Вот еще репортаж был, большой хай был в Египте, тоже из главного вот этого исламского университета. Аль-Асхар, там один чувак сделал фатву на эту тему, что можно это, издал фатву. И они очень обсуждают. Они уже много забыли, но он издал фатву относительно дозволенности секса с умершей женой на прощание. И так далее, они тут это обсуждают. Он говорит, никакого запрета нет, она уже мертвая, это халяль. Вот, халяль, то есть без проблем. Так точно. Не будем заострять на этом слишком много внимания. И перейдем к крови Мухаммада. Так. Армат, с прошлый хочу привести тебя хадис Дари насчет того, что лучший из уммы тот, у кого больше жен. Какой крутой ход у Мухаммада был, аляхас. Сам себе сделал ограничение, без ограничений женить, а своим потомкам, умме своей, сделал 4 жены ограничения.
самый крутой шейх в Суавите. Да, да, постоянно, да, шейх крутой убор. Дицаной там. Ибн Хишам, страница Сира пророка, жизнеописание Мухаммада от Ибн Хишама, страница 345-46. Мне рассказал Яхья ибн Убайд, ибн Абдулла, ибн Зубайр со слов своего отца Убада, со слов Абдуллаха ибн Зубайра, со слов Зубайра, который рассказывал: я уже видел их украшения на ноге Хинды, дочери Утбы и ее подруг, которые, подоткнув свои платья, собирались бежать, и осталось немного, чтобы взять их в плен. И тут стрелки из лука устремились в лагерь. Когда мы обнаружили его и оставили наш тыл открытым для конницы, которая напала на нас сзади, кто-то крикнул: «Убить Мухаммад!» Мы стали отходить, а они наступать на нас, после того, как мы уже поубивали знаменосцев, так, чтобы никто из язычников не мог приблизиться к нему. Ибн Хишам сказал: а это кричал Аззаб аль-Акаба, черный дьявол, то есть шайтан. Мне рассказывали некоторые знатоки, что знамя продолжало лежать поверженным, пока не подняла ее перед курейшитами Амара бинт Аль-Кама, Аль-Харисия. Курейшиты собрались вокруг знамени. Знамя было Савабом, рабом Абу Тальхи, Эфиопом. Он был последним из тех, кто держал его. Он сражался с этим знаменем, пока обе его руки не были отрублены. Потом дрался, стоя на коленях. Обернул знаменем свою шею и грудь и так и умер, говоря: «О Боже, сделал ли я все, что должен?» Мусульмане раскрылись, и враг нанес им удар. Это был день большого несчастья и испытания. Много мусульман было убито. Враг подошел близко к пророку. В него стреляли камнями, и один камень попал ему в лицо. Был выбит передний зуб, поранена щека, рассечена губа пророка. В него стрелял Утба ибн Абу Ваккас. Мне передал Хумайд ат-Тавиль со слов Анаса ибн Малика, который говорил: был сломан передний зуб пророка в бою при Ухуде. Поранено лицо, по лицу текла кровь. Он стал вытирать кровь, говоря: как может добиться успеха народ, когда разбивают лицо его пророка в кровь, в то время как он призывает их к их Господу? Да, Господу он призывает. Пошел, напал в Бадре на караван, убил там 70 человек, обезобразил трупы, собрал 25 тел курайшитов, бросил их в грязный колодец и тем самым начал войну с курайшитами. А тут оно плачет, видите ли. Как может преуспеть народ, который разбивает лицо своего пророка, в то время как он призывает их к Господу? Всевышний об этом сказал: в этом деле ничто не подвластно тебе. Или он простит их, или замучит, ибо они поступают несправедливо. Ибн Хишам передал: Рубай ибн Абдуррахман ибн Абу Саид аль-Худри со слов своего отца, со слов Абу Саида аль-Худри, рассказывал, что Утба ибн Абу Вакас стрелял тогда в посланника Аллаха и выбил ему правый нижний зуб, резец, рассек нижнюю губу. Абдулла ибн Шихаб аз-Зухри ранил его в лоб, ибн Камия ранил его в щеку, вонзились две нитки кольца его шлема в щеку. Пророк упал в одну из ям, выкопанных Абу Амиром заранее, чтобы туда падали мусульмане, которые об этом не знали. Али ибн Абу Талиб потянул пророку руку, а Тальха ибн Убайдуллах поднял его, и пророк выпрямился. Малик ибн Сунан Абу Саид аль-Худри вылизал кровь с лица посланника Аллаха и проглотил ее. И пророк произнес: чья кровь мешалась с моей кровью, того не постигнет огонь. Юна Италия واحد подтягивает, видишь? Италия Юна подтягивает, халуешь. Постоянно халуешь. Сахих Муслим. Поговорим о странных гостях. 2331 Анас ибн Малик сообщил, что посланник Аллаха пришел в дом Сулейм и спал в ее постели. То есть чужая вот эта женщина, Сулейм,
к ней идет пророк и спит на ее постели, когда ее нету дома, не было дома. На другой день он тоже спал в ее постели. Она пришла и ей сказали: это посланник Аллаха отдыхает в твоем доме, лежа в твоей постели. Она пришла и обнаружила, что он потеет, и его пот капает на кожаную ткань, расстеленную на ее кровати. Она открыла свою сумочку с духами и начала наполнять ими флаконы. Посланник Аллаха вздрогнул, проснулся и сказал: Сулейм, что ты делаешь? Она сказала: посланник Аллаха, через нее, твой пот, мы ищем благословение для наших детей. Вслед за этим он сказал: ты сделала правильно. Тот же хадис Муснади Ахмада, 2 хадиса. Сахих Муслим 290. От Абдуллаха ибн Шихаба Хауляни сказал: однажды, когда я остановился у Айши, у меня случилась полюция. То есть во сне кончил штаны. И я опустил обе свои одежды в воду. Меня увидела рабыня Айша и сказала ей об этом. А Айша послала за мной и спросила: что побудило тебя сделать это с твоими одеждами? Я ответил: я увидел то, что иногда видит мужчина спящий во сне. Она спросила: ты увидел что-то на одежде? А я ответил: нет. Тогда она сказала: а если бы ты увидел что-то, то стал бы стирать одежду? Мне случалось удалять ногтями засохшую сперму с одежды посланника Аллаха. Короче, непонятный чувак остановился у Айши, спал у нее и, в общем, помочил штаны, кончил штаны. И Айша ему объясняет, микрофон. И Айша ему объясняет, короче, что надо, как правильно сперму надо убирать. Тот же хадис Сахих и Муслима, 288, 88а, Б, 289, 289а. Тот же хадис Сунан Аль-Байхахи 4171. Сунан Ибн Маджа 538. Хамам Ибн Харис рассказывал: к Айше пришел гость и остановился у нее, и она приказала, чтобы ему дали ее желтое одеяло. На нем были следы ночного семяизвержения, спермы. И он постеснялся отослать ее обратно. То есть Айша чужой чувак бюшах. Айша тоши одеяло, айцун вож от одеяла и васло. Так айцун йояхача моят яхач. Когда на нем остались следы этого семяизвержения, поэтому он окунул ее в воду и затем отправил Айше. Айша сказала: почему он испортил нашу одежду? Ему было бы достаточно соскрести ее пальцем. То есть маракан сперм хутир аякча волш море хархала кундинацу. Я часто соскальбливала сперму с одежды посланника Аллаха своим пальцем. Тот же хадис Сунана Тирмизи 116, Муснад Ахмада, Джам'и Ас-Суюти, Сунан Абу Дауд 2491. Анас бин Малик сказал: всякий раз, когда посланник Аллаха приезжал в Губу, он обычно навещал Харам, дочь Милхана, которая была замужем за Убайдой бин Аль-Самитом. На этот раз Мухаммед у замужней останавливается постоянно, которая ему еще мези убирает. Однажды, когда он пришел к ней в гости, она накормила его и села, чтобы очистить его голову от вшей. Рассказчик рассказал основную часть предания. Однажды посланник Аллаха зашел к ней, она накормила его, он заснул, а потом проснулся, смеясь. Тот же хадис Сахих Бухари, тот же хадис Муатта Малика. Сахих Бухари, кормление грудью взрослых, Айша, 2644. Сообщается, что Айша, да будет довольна Аллах, сказала: как-то раз Афлях попросил разрешения войти ко мне, и я не позволила ему. Тогда он сказал: ты закрываешься от меня, ведь я твой дядя по отцу. Я спросила: как же это? Он сказал: тебя выкармливала жена моего брата молоком моего брата. Я спросила об этом посланника Аллаха, и он сказал: Афлях прав, разреши ему войти к тебе. Тот же хадис Муатта имама Малика, 2 хадиса. Дальше Сахих Бухари 2646-47. Сообщается, что Айша
сказала, посланник Аллаха, когда у нее... Жена пророка сказала, что у нее находился посланник Аллаха, она услышала голос мужчины, просившего разрешения войти в дом Хафсы. Айша сказала, я сказала, о посланник Аллаха, какой-то человек просит разрешения войти в твой дом. Посланник Аллаха сказал, я думаю, что это такой-то, молочный дядя Хафсы. Айша спросила, а если бы был жив такой-то и назвала имя своего молочного дяди, мог бы он зайти ко мне? И посланник Аллаха ответил, да, ведь молочное родство делает запретным то, что делает и кровное родство. 2647. Сообщается, что Айша сказала, пророк зашел ко мне в то время, когда у меня находился один человек. Непонятно какой человек, кто-то у нее находился. И пророк спросил, кто это, о Айша? Я ответила, это мой молочный брат. Тогда пророк сказал, о Айша, смотрите внимательнее на тех, кто приходится вам молочными братьями, ибо молочное родство является действительным лишь в том случае, когда кормят досыта. То есть Айша тетя сакала, хармилу и отвукла. Типа, ще молочный вашуис, ша хара цанзучо, вакину, дакин дутхо. Армат кузанна, о, ключ или, умагала, шпойте, что знаете, что. Hala тучан, короче, تعال mega buddy. Aisha. إما هلا مصوحيوش تقيمة هلا زودريتون سألنا هما خو صادتيش خدا ديزات سو سأل حخوا هاتير ده خليف ما تخلو عايشة ده هلا خليف محمد بيج تندي عايشة تيجا مثلا власть у нее отвечать на вопросы религиозные, чтобы тебе пригодились вопросами, это уже власть над этими людьми. Сахих Муслим 1453 от Айши, что Салим, освобожденный раб Абу Хузейфы, жил вместе с Абу Хузейфой и его женой Сахля бин Сухейль в их доме. Сахля бин Сухейль пришла к пророку и сказала, Салим возмужал и понимает все, что понимает взрослый. Однако он заходит к нам, и я думаю, что из-за этого мой муж Абу Хузейфа испытывает ревность. И пророк сказал ей, покорми его грудью, и станешь запретной для него, а Абу Хузейфа перестанет ревновать. И потом Сахля снова пришла к пророку и сказала, я покормила его грудью, и то, что испытывал мой муж, ушло. То есть, Мухаммад, ты зудианишчей, хал хило лей освободитвино хинс, усыновитвино хило кант, инче усыновит виноват, и шей кант ло шват, и вохка уи шайл чуо, и шей готсон, так шет ин дас ревноват до. Мухаммад вот авокви алей. Вошавок мой, в следующий хадисе, 53-й гетва. Вошавок мой, но у него, покорми его грудью, она сказала, у него уже растет борода. Посланник Аллаха сказал, покорми его грудью. Умада, можа вок сагуй, короче, шаму окояч, умада сдавокви алусус. Так вот, а после этого Мухирмаиту не уайлаш, наоборот. Лук уже дядя Нус, по сути, во многом. Следующий Б. Сообщается со слов Зайнаб бинт Саляма, что Саляма сказала Айше. То есть это только Айша делала. Остальные жены не делали, не соглашались с этим. То есть Айша вообще шайолчу вошсага хатада яхирчин чаши ишик ваковойти воксагвати ваковойти хин сасавашу молочный хачия вайлоли шайолчу войти жаплушла но кызыда шестахлоцен хак цасали мори и твой вицано Мухаммад вот цансалиман би магитан я цахиетшени о диедаци бош но Айша то дакиегина 1353 Б. Сообщается со слов Зайнаб бинт Саляма, что Саляма сказала Айше, это другая жена Мухаммада, поистине к тебе приходит этот юноша, достигший совершеннолетия, но я не хочу, чтобы он ходил ко мне. На это Айша ответила, а разве в посланнике Аллаха не был для тебя хороший пример?
Затем она продолжила. Однажды жена Абу Хузайфы сказала: «О посланник Аллаха, поистине Салим входит ко мне, а он уже стал мужчиной. И это не нравится моему мужу». И посланник Аллаха сказал: «Покорми его грудью, чтобы он мог входить к тебе». 1454. Сообщается со Зайдом, что ее мать и жена пророка Саляма говорила: все жены пророка, кроме Айши, отказывались пускать к себе таких молочных родственников, как Салим. И говорили Айше: клянемся Аллахом, мы считаем, что посланник Аллаха разрешил это только Салиму. А к нам никто из таких молочных родственников не войдет и не увидит нас. 1453 от Айши. Сахля бин Сухаль пришла к пророку и сказала: «О посланник Аллаха, я вижу по лицу Абу Хузайфы, что ему не нравится, когда Салим заходит к нам». Пророк сказал: «Покорми его грудью». Она ответила: «Как мне покормить его грудью, ведь он уже взрослый мужчина». Тогда посланник Аллаха улыбнулся, посмеялся и сказал: «Я знаю, что он взрослый мужчина». Тот же хадис передали Сунан аль-Байхаки 15647, Сунан ибн Маджах 1943, Муснад Ахмад 24108, Сунан ан-Насай 3320, Муатта Малика 1282. Я рассказывал мне от Малика из Нафи, что София бинт Аби Убайд рассказывала ему, что Хафса, мать правоверных, жена Мухаммада, послала Асима ибн Абдуллу ибн Сада к своей сестре Фатиме бинт Умар ибн Аль-Хаттаб, чтобы она покормила его 10 раз, чтобы он мог зайти к ней. Она сделала это, поэтому он приходил к ней. Пармат, это читерство, цахоль по факту. Хуля, 100%. Типа и родство, с детства, берешь, тани халку урдол дерте. Отношения, брат, сестрой, саниш, тхирдол дер. Ишь подразумевать, я шу родство, я. А как андел, так видишь, кормить яшель. Аллах, его гаешь, цахоль по сути. Да. Ну, Айшу, зомарти, ну, короче. Надо сначала зайти к ней, 1283, следующий, Муатта Малика. Я рассказывал мне от Малика, от Абдуррахмана ибн Аль-Касима, что его отец рассказывал ему, что Айша, жена пророка мир ему, принимала тех, кого вскармливали ее сестры и дочери ее брата, и не допускала она тех, кого вскормили жены братьев ее. Более того, Айша зашла так далеко и так хотела общаться с немахрамами мужчинами через практику Риза Кабир, что даже попыталась вписать в сам Коран аят о кормлении грудью взрослых. Сахих Муслим 1452. Сообщается, что Айша сказала: в одном из неспосланных свыше аятов Корана было сказано, что если известно, что одна и та же кормилица 10 раз покормила грудью мальчика и девочку, то им запрещается вступать в брак. Впоследствии слово 10 было отменено и заменено на 5. Когда же посланник Аллаха скончался, слово 10 раз некоторое время читалось людьми, среди прочего, что читается из Корана. Вы в Коране не найдете ни одного аята о 10 кормлений, ни одного аята про 5 кормлений, и вообще этого бреда в Коране нет. Но Айша говорит, что это было. Куда вы украли вот эти аяты о 10 кормлений взрослых бородатых мужиков? Мусульмане, куда вы дели эти аяты? 1452 Сообщается со слов Амры, что Айша сказала о кормлению грудью, делающим запретным вступление в брак. В Коране было ниспослано, что это 10 известных кормлений. Затем было также ниспослано, что это 5 известных кормлений. 1452 этот же хадис с другим иснадом. Где вот эти аяты о 5 и 10 кормлений грудью? Где, мусульмане, вопрос вам? Где эти аяты? Их нет в Коране. Куда вы их дели? Верните их. Коза съела, коза. Муатта Малика
30 книга, 4 хадис. Яхья передал мне от Малика, от Саури ибн Зайда, от Дили, что Абдулла ибн Аббас сказал: молоко, которое сосет ребенок до 2 лет, даже если он сосет только 1 раз, делает приемных родственников харамом. То есть, чтобы вы понимали, что тут речь о 10 и 5 кормлениях идет о взрослых уже. Потому что для ребенка достаточно и 1 кормления. Цанзучо, юаик антидакдой, разный. Иши мячо генер бала, киет кома бала, цанзучо дакиндала, иши гоши марида, иши ушдат, иши воши ушдат. Сунан ибн Маджа. Хуавет. А от Солнца, Коранчо, Хундация. И Бог, вопрос, слушай, не знаю, Коранчо. Просто дахаяхты чё, цухена Коран сразу дахунца яздингер, яльч. О, нах запоминать, яш, передавать доли друг другу олцер, а я отсутствовать, яш, могут. Айша то, запомни, дин дарабо, движ дарабо, и на Коранчо адам дати. Нефтяна шияч! Тха, ночи кам духу штош. Марвеши, she wash wall chuaga to make zud trials, wash trawata, I wish zud yol chuaga to make quazanak shake kul. I wish zud yal make shon haram tagyu. Bosh, to vezish, troshi a chur to noche kam duhinashka. I was voyaging. Hint as she ayet, hagait mosh, to vesh zud chung walk away and wash, she wash wall chual or what it yata paragat. Nichadu ayet hadaishish. Вош нюка 4-этажный кертчияш. Дастол штук-то, шадеш, кам дадол штук-то, полностью. На семейство, короче, диекло штук-то. Сухо интересно, духа, инстегрищи озабоченность, и оправдывать, типа, ищ бутегрищ, твалин бугу. Но, не дай бог, зухчуца, даха, сразу, короче, и зачмогить еще, и заять, да, алкоголин. Пармат, ислам что, запретят посторонние массы, допустим, давахаши, ищик, вакит запрет хамят. Запретят, просто чего запретю, цум хажа запретю, но так от багная кабалан, он дик шурия запретят. Пармат. Wallah, кто везется от ума. Да, он сразу хагуша, короче, он багная кабули. Дальше уже запретят, цум хажа, цум стила и шел шуко. Пармат. Сахих аль-Бухари 49-90 сообщается, что Аль-Бара сказал, когда был ниспослан аят, те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сужаются на пути Аллаха. Пророк Аллах сказал: позовите ко мне Зайда, и пусть принесет доску, чернилицу и лопатку. Затем пророк сказал ему: пиши, не равны те, которые отсиживаются. Тут слепой Амар бин Мактум, который сидел позади пророка, сказал: о посланник Аллаха, что прикажешь делать мне, ведь я слепой? Когда вместо того аята было ниспослано: те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сажаются на пути Аллаха своим имуществом, своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготу. То есть не знал, что халават, она сасан был барса дочь волна, худи, и цель, Аллах, гурда, не стоя доста. Хурдар, сон личка хада итай нефтему хадиш мадис, и шия сахамял до ачтексо по темам разделять яш, тя волшон. Диета по теме дит, но нефтему мадис. Сон хада итай за. Но основное, что становится, выра, шейнучена, аят, остра, харинди. Сравнение. Фриман просто звать с поводами, посредством него Аллаху раскрыть сам туда-сюда, что урт будет Бог. Сунан ибн Маджа 1944 сообщается, ну и прямой, короче, что ты хадис тоны, Фриман,
явка с повинной юни, дополнение вы. Вдруг вспомнил Бошник, да, что персы и византийцы делают так, и не стал запрещать совокупляться с беременными. Вот это дополнение, он что-то хадисное. Сунан ибн Маджа, 1944. Сообщается, что Айша сказала: аяты о побивании камнями и про 10 больших кормлений грудью были ниспосланы, и они были записаны в моем свитке, который лежал под моей кроватью. Когда же посланник Аллаха умер, и мы были заняты по поводу его смерти, в дом зашел ягненок и съел их. Тот же хадис Муснад Ахмада. В книге Махалла на странице 235 Ибн Хазм Андалуси, один из наиболее признанных суннитских ученых, считавшийся ими самым знающим своего времени, пишет, что иснад этого хадиса очевидный как солнце. Пытаясь уйти от такого позора, приведенного в их же книгах, ученые Ахлю Сунна выдумывают полную несуразицу, которая состоит в том, что якобы Айша в переданных хадисах имела в виду не кормление прямо грудью багна кабана, а нацеживание молока из груди, которое затем давалось на махраму, чтобы он выпил его и стал для Айши махрамом. То есть прям нах багбул шбацар, наханчур шур таканчу и ахка иштмалу шариал. И единственный отговорки в цанцика коренными. Но из-за Багдад, из-за просто это оправдание есть, нелепый. Багдадцы. Да, там сказано, накорми, сказано, не дай молоко, а именно накорми. Да. Цедя это нацеживание, цедя, это значит наполнять что-либо какой-либо жидкостью в каком-либо количестве. Пример. Нам подали вино в бутылке с тонкой длинной помпой на горлышке, и вино можно было нацеживать прямо в рот. То есть она чуюч, кружка, такая чуют, что чурмолш, ярибош, и ютацигайвич. Однако, слово ризаа в арабском языке имеет однозначный смысл. Кормление грудью, что зафиксировано во всех словарях и источниках. Риза происходит только тогда, когда рот какого-то младенца встречается с грудью матери и сосет из него молоко. В арабском языке этот процесс называется риза. Приводят по данному поводу какие-то редкие случаи использования этого слова в контексте нацеживания молока из груди могут только те, кто не имеет никаких знаний и пытается обмануть людей. Все словарное гнездо этого слова указывает на кормление грудью. Глагол ризаа значит сосать грудь. Словом рази называют грудного младенца, сосущего грудь. Мурзи называют женщину, кормящую грудью. Даже в том хадисе из Сахиха Муслима, который мы привели выше, женщина говорит: но у него же борода, потому что ей было трудно и стыдно дать свою грудь бородатому мужчине. И потом, даже если Айша имела в виду нацеживание из груди, но это не отменяет по сути дела, ничего не меняет по сути дела, разве что сам процесс становится менее отвратительным. Ибн Хазм Андалуси пишет о том, что такое риза. Что же касается риза, которое делает махрамами, то в этом случае тот, кто пьет молоко, должен пить его исключительно из груди самой женщины. Если же женщина нацедит молоко из своей груди в какой-то сосуд, и этот человек выпьет из этого сосуда, или же она нацедит молоко ему в рот, и он проглотит его, или съест его их с хлебом, или съест его смешанным с пищей, или он вольется ему в рот, глаз или ухо, во всех этих случаях он не становится махрамом этой женщины, даже если он будет в течение всей своей жизни питаться только этим молоком. Слово риза используется только в том случае, когда женщина дает свою грудь в рот тому, кто пьет молоко из этой груди, и тот берет ее грудь
тот берет ее грудь себе в рот и сосет молоко из нее. Все, что кроме этого, не считается риза. Ибн Хазм аль-Андалуси, аль-Махалля, том 10, страница 7. Некоторые суннитские ученые говорили даже о том, что не только сестры Аиши кормили грудью взрослых, но и сама Аиша делала это. Шейх Муса Шахин Лашин Устад аль-Асхара в своей книге «Фатхуль Манам» Шахар Сахиха Муслима пишет, что сама Аиша имела молоко и кормила грудью юношу. Аиша считала, что кормление грудью взрослого делает его махрамом, а потому сама она, несомненно, кормила грудью юношу, а потом он вошел к ней. Другие же матери правоверных считали такое неправильным. Фатхуль Манам, Шахар Сахих Муслим, том 5, страница 622. Мухаммад Тахир ибн Ашур, который является одним из наиболее признанных умаритских муфассиров, открыто признает, что сама Аиша кормила грудью взрослых. Всякий раз, когда мать правоверных Аиша хотела, чтобы кто-то вошел к ней, она давала ему выпить молоко из груди. Ее доводом в пользу этого служило разрешение пророка, данное Сахле, жене Абу Хузайфы. Это мнение Аиши не разделялось больше ни одной из матерей правоверных, верующих. И они отрицали, что кто-то может входить к ним на этом основании. Лейс ибн Сад также был убежден в дозволенности кормления грудью взрослых. Однако Абу Муса Ашари, после того, как дал фетву по этому поводу, потом отказался от нее. Тафсир Тахрир ва Танвир Мухаммада Тахира Абу Ибн Ашура, том 4, страница 297. Вопрос возникает, каким образом Аиша могла кормить грудью кого-то, если у нее после смерти пророка не было мужа и никогда не было детей? Однако суннитские ученые говорят о том, что для кормления грудью взрослого, риза кабир, совсем не надо иметь молока. Достаточно, чтобы девушка, достигшая половой зрелости, дала свою грудь на махраму, даже если она будет девственницей. Ансари Шафи в книге Асна Маталиб, том 3, страница 41, пишет: кормление грудью взрослого включает в себя 3 части. Женщина, которая дает грудь, должна быть живой и достигнуть половой зрелости, даже если она никогда не имела детей. И даже если она не достигла зрелости. А? Даже если она никогда не имела детей, и даже если она не достигла зрелости, и не имеет значения, замужем она или является девственницей. Обратим внимание на хадис Салямы, жены пророка, выступившей против Аиши в кормлении грудью взрослых. Сахих Муслим 1453-с. Сообщается со слов Зайнаб Салямы, что Саляма сказала Аише: поистине к тебе входит этот юноша, достигший совершеннолетия. Хези. Обрати внимание на хадис Салямы. Понял. Обрати внимание на хадис Салямы, жены пророка, выступившей против Аиши в кормлении грудью взрослых. Сахих Муслим 1353-ц. Сообщается со слов Зайнаб бинт Салямы, что Саляма сказала Аише: поистине к тебе входит этот юноша, достигший совершеннолетия. Но я не хочу, чтобы он входил ко мне. На это Аиша ответила: а разве в посланнике Аллаха не был для тебя хороший пример? Однажды жена Абу Хузайфы сказала: о посланник Аллаха, поистине Салим входит ко мне, а он уже стал мужчиной, и это не нравится моему мужу Абу Хузайфе. И посланник Аллаха сказал: скорми его грудным молоком, чтобы он мог входить к тебе. Тот же хадис Сунана Тирмизи 1152.
В заключение предлагаем вам посмотреть, что говорит по поводу кормления грудью взрослых Айшей один из самых известных салафитских ученых и проповедников Абу Исхак Хуэйни. الآن لا أناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع. Я не обсуждаю вопрос о том, что если женщина нацедит молоко из своей груди и даст это молоко выпить мужчине, ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. то будет ли это причиной того, что он станет для нее махрамом, родственником или нет? أنا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا؟ Я говорю о том, называется ли такое нацеживание, разаа, кормление грудью. Без сомнения, это не называется разаа. ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقاء. Разаа, то, о чем говорит Айша, это взятие женской груди в рот и сосание молока из нее. Дальше, если вам будет интересно, все эти видеоматериалы после окончания эфира, а также наш конспект, который я собрал и зачитываю вам, который вы видите на экране, вы найдете в нашем телеграме. И вот еще, этого тоже вам покажу. نعم نعم ما ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين. نعم نعم. Это уже шахар, толкование этого хадиса. Зритель спрашивает у него, в толковании в шах сахих муслим фатхуль мун'им Мусы Шахин Лашина в 5 томе, странице 622, толкование хадиса, вошел к ней несовершеннолетний юноша. Говорится, Айша считала, что запрещено кормить грудью взрослого мужчину, но сама она кормила как-то одного юноши, и он входил к ней. Но остальные матери правоверных считали этот поступок недозволенным. في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرم، وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز؟ И говорится, что Айша кормила грудью курайшитские юноши совершеннолетних. Что вы скажете об этом хадисе? Разрешено ли подобное? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأتهم. Спасибо вам за вопрос. Это было мнением Айши. Она сделала ичтихад и получила за это награду. И она обычный человек. Сделала ичтихад и получила за это награду. Она человек, и кроме пророков, никто не защищен от ошибок. Это ложь. Пророк тоже совершал грехи, в Коране есть аяты. Аллах просит его просить прощения за грех Мухаммеда. المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. بارك الله فيك. ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. В общем, такое дело. Она такое делала, ба. И никаких проблем. Хадоды, хадис и пораньше, когда пророк вошел и с Айшей там оставался кто-то. И он же ей сказал, будьте осторожны, ведь кормление должно утолить жажду или голод. Досыта надо было. Досыта. То есть, а тут они говорят, что хватит того, что ничего не кормят, а просто прикасаются губами к груди. Так, противоречие этому хадису. Это ты неправильно понял, просто шайтан. Сунан Абу Дауд 2493 передается слов Харам, да будет доволен ей Аллах, о том, что пророк сказал. Кого укачало на море и постигла рвота, тому награда шахида, а утонувшему награда 2 шахидов. Они очень сильно боялись моря, у них даже не было флота и до сих пор нету. И даже когда у них была настолько сильная империя, они не смогли построить флот. Они нанимали христиан с Византии.
Они очень боялись воды. برنامج تاني وده يحش поэтому корабль دواخن يحكي чатабиловш. Этот хадис также передал Абу Дауд 2393, Аль-Байхаки, том 4, Аль-Хумейди в своем муснаде 349, Ибн Абу Асим Китабуль Джихад, Ибн Абдуль Бар Ат-Тамхид, том 1, 239. Шейх Аль-Бани назвал хадис Хасан. Ирвауль Галиль 1194, Мишкатуль Масабих 3839, Сахих Ат-Тагриб Ват-Тахриб 1343, Сахих Аль-Джами Ас-Сагир 6642, Сахих Аль-Бухари 2244. Абу Бурда передал, Бурда передал, что его отец Абу Муса Аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды я пришел к пророку и увидел, что он чистит зубы зубочисткой, держа ее в руке и издавая звуки. При этом зубочистка находилась у него во рту и казалось, что его тошнило. Зубочистка это сивак, скорее всего, имеется в виду. И Мухаммад произносил звук, чистил зубы, говоря. При этом зубочистка находилась у него во рту и казалось, что его тошнило. Очень интересная информация. Мы бы умерли без этого Сахих Бухари хадиса. Сахих Бухари, переходим к моче пророка. С мочой в исламе вообще особый какой-то фетиш. 224. Сообщается, что Хузейфа, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды пророк пошел к тому месту, куда люди сбрасывали мусор и помочился стоя. Потом он велел принести воды, и когда я сделал это, он совершил омовение. 225 следующий. Сообщается, что Хузейфа, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, когда мы шли вместе с пророком, я увидел, что он зашел за стену в том месте, куда люди сбрасывали мусор, и стал так, как становится любой из вас, и мочился. А я удалился от него, но он подал мне знак, и тогда я встал сзади и стоял так, пока он не закончил. 226. Сообщается, что Абу Уайль сказал: Абу Муса Аль-Ашари очень строго относился к вопросу справления малой нужды и говорил: поистине, когда одежду кого-то из сынов Израиля, иудеев, попадала моча, он вырезал это место. Тогда Хузайфа сказал: о, если бы он удержался от этого. Однажды посланник Аллаха пришел в место, куда люди сбрасывали мусор, и справил малую нужду стоя. 234. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: до того, как была построена мечеть, пророк часто молился в загонах для овец. Это, наверное, по-моему, сейчас, это вам по-любому надо показать, потому что в загонах для овец до построения мечети молился Мухаммад, а наши урки, обезьяны, молятся, где мочатся все африканцы, арабы, в углу, где мочатся все эти. Вот молится наш брат. Любой метя. Хант и качи. Все. Все остальное подождет. И весь вот этот мир подождет. Алхамдулиллах. Какой этот мир? Все собаки, кто там только не мочился, я боюсь представить. В общем, запах вот этот, я уже понимаю. Просто, но они там привыкли уже, скорее всего. Настоящий мусульманин. 100%. 100%. Сунан ибн Маджа 348. Абу Хурейра передал, что посланник Аллаха сказал: большинство мучений могилы из-за мочи. Умаэлария. Ekran guši jāatceras, что būs. Mūjas dēļ. Gušju, sunam gušju. Гуще. Давай, чувак. Большинство мучений могилы из-за мочи Эларбова и Пемарова. Мудмаадова.
Хасбуналлах ни'мал вакиль. Саллаллаху алейхи вассаляма. Большинство мучений могилы из-за мочи. Чишний стоял. Сунан Абу Дауд 375. Сообщается, что Любаба бинт Аль-Харис сказала: однажды, когда Аль-Хусейн ибн Али сидел на коленях посланника Аллаха, он помочился на него. Я сказала: надень другую одежду и дай мне свой изар, чтобы я постирала его, о посланник Аллаха. Он сказал: мочу девчонки надо смывать, а мочу мальчика достаточно окропить водой. Женщина это вообще, ну сами понимаете, наджас. Мальчика достаточно прополоснуть водой, а женскую мочу полностью надо отстирывать. Вообще читать заклинания крестом, святой водой опалить, короче. Полный трындец. 376, 377, 378. Те же самые хадисы. А мочу верблюда надо выпивать. 2042. Сообщается, что Хумейд, Сабит и Катада передали со слов Анаса, да будет доволен ими Аллах, о том, что когда люди из племени Урейна приехали в Медину, они почувствовали там недомогание из-за ее климата. И тогда посланник Аллаха отправил их в место, где содержались верблюды, которые были предназначены для закята, и сказал: пейте их молоко и мочу. Сунан ат-Тирмизи. То есть климат, если тебе не подходит, Саудовская Аравия, пьешь мочу верблюдов и сразу, короче, меняешь кожуру и подстраиваешься под климат полностью. Сахих аль-Бухари. Абу Муса как-то совершил молитву в месте, куда приходили посыльные, рядом с навозом и пустынным местом, и сказал: здесь, возле навоза, и там, в открытой местности, нет разницы совершать молитву. 233 Бухари. Сообщается, что Анас сказал: в свое время люди из племени Укаль приехали в Медину, где почувствовали недомогание из-за ее климата. Пророк велел им пить мочу и молоко дойных верблюдец. Они отправились, куда им было сказано, а когда выздоровели, убили пастуха и угнали скот. Об этом узнали в начале дня, и пророк отправил за ним погоню. К полудню их уже привели в Медину, и пророк велел отрубить им руки и ноги, выжечь глаза и бросить на Харри, где они просили напоить их, но никто не дал им воды. Они так и умерли. Тот же хадис Бухари 5686, тот же хадис Сунан Абу Дауд 380 и 381. Хватит, все. Это что, да? Это смолчу и дали? Да. Серьезно, да? Да. Вот такую вот локацию. Ну, серьезно, скажи. Он чуть-чуть туда немного. Не сильно. Серьезно, бляха, дальше мотивируй. Это, блядь, И в модах, что возможность. Остановите поезд, да? الحق روح عبش هلب العبش هطيب الحق روح هذا عبش هلب والعبش هطيب يقولون كورونا ماشي كورونا يكذبون عليكم والله قوام شنو؟ هذا عالي شنو؟ هذا غسول الكبد وغسول كل الامراض Dog nohta kerstiyesti. دواء هذه عطى يلا سكران يا هلا ها يبو
هو يتورش فوز غزاي فو خزريون فوزيا ديلات بازارنا بيشوري سيغاشي موز تخيتر سوال شنو Короче, Маша Allah, душа дега. Так. Сахих аль-Бухари, 220 сообщается, что Яхья сказал: я слышал, как Анас ибн Малик говорил: однажды в мечеть явился какой-то бедуин и стал мочиться на стороне в мечети. Люди начали прикрикивать на него, но пророк запретил им это. Когда тот бедуин закончил мочиться, пророк молиться, вот. Когда бедуин закончил мочиться, пророк велел принести ведро воды, и ее полили на то место, где он мочился. Тот же хадис 221, 221а, тот же хадис Булуг аль-Марам 12, Сахих Муслим 284, 284а, 285. Сунан ибн Маджах 325. Сообщается, что Джабир, да будет доволен Аллах, сказал: посланник Аллаха запретил нам поворачиваться лицом в сторону Киблы, справляя малую нужду. Однако я видел за год до его смерти, как он поворачивался к ней. Тот же хадис Сунана Тирмизи, тот же хадис Сунана Абу Дауд. Сахих хадис. Пророк запретил битюшка на Каабит и Верс. В этом же хадисе, однако, я видел, как Мухаммад делал Каабит и Верса. И это не противоречие. Это мы кафиры неправильно понимаем. Мухаммада, тебя чуваха, хижа вити искать муштил. Давай, он пить гурдон. Сейчас мы правильно срач. Глава такая, чем мы говорим, большими буквами, язык, срач. Сейчас будет подробно. Сунан Абу Дауд. Первый хадис. Да, первый хадис. Передается слов Аль-Мугири ибн Шу'ба. Когда пророк отправлялся в отхожее место, то он уходил далеко. Второй. Когда пророк хотел справить нужду, он уходил так далеко, что никто не мог его видеть. 16. Однажды, когда посланник Аллаха справлял малую нужду, мимо него прошел один человек, который обратился к нему со словами приветствия, салям. Но он не ответил на его салям. Нормально. И это тоже не противоречие. 22. Сообщается, что Абдурахман Хасан сказал: однажды я и Амар ибн Аль-Ас отправились к пророку, и он вышел, держа в руке кожаный щит. Затем он прикрылся им и помочился. Мы сказали: посмотрите на него, он справляет нужду подобно женщине. Пророк услышал это и сказал: а разве вы не знаете, что случилось с одним человеком из числа сынов Израиля, иудеям? Когда моча попадала на них, они вырезали то место, куда попадала моча. А он запрещал им делать так, за что был подвергнут наказанию в своей могиле. Сунан ибн Маджа. Когда ты садишься, чтобы справить нужду, пророк сказал. Люди говорят: когда ты садишься, чтобы справить нужду, не поворачивайся лицом к Ибле. Но однажды я забрался на крышу нашего дома и увидел посланника Аллаха, сидящего на 2 кирпичах, чтобы справить нужду лицом к Бейтуль-Макдис, к Иерусалиму. То есть к Каабе повернуться и срать нельзя, надо повернуться в Иерусалим, и так надо срать. То есть в сторону иудеев. Мне кажется, это Иерусалим сначала тоже был киблой. Его Кааба не сразу стал киблой. Но однажды он добавил, наверное, в то время, когда еще кибла была Иерусалим, он повернулся к ней. Возможно и такое. Тот же хадис, Сунан Сахих Бухари 149, Сахих Ибн Хиббан, Муснад Ахмад. Сахих Бухари очищение с помощью камней 3860. Передается слово Абу Хурайре, да будет доволен им Аллах, что он обычно носил за пророком воду для омовения. И когда он шел за пророком со всем этим, он спросил: кто это? Отозвался: я Абу Хурайра. И пророк сказал: найди мне камни для очищения, но не приноси ни костей, ни сухого навоза. И я принес ему
камни в поло своей одежды, положив их рядом с ним, а сам отошел. Когда же он закончил, я пошел рядом с ним и спросил, а чем плохи кости и навоз? Пророк сказал, ими питаются джинны. Ко мне явилась делегация джиннов Насибина. И это были прекрасные джинны, которые попросили меня припасом на дорогу. И тогда я попросил Аллаха, чтобы пропитанием для них служили кости и сухой навоз, в любом месте, где бы они ни нашли это. Тот же хадис Сахих Бухари 155. Сунан Ибн Маджа 313 сообщается от Абу Хурайры. Посланник Аллаха сказал, я для вас как отец для своего сына, и я учу вас. Поэтому, когда вы идете по нужде, то есть в туалете, не смотрите лицом к Ибле и не поворачивайтесь к ней спиной. Он приказал нам использовать 3 камня, запретил нам пользоваться навозом и костями и запретил мыться правой рукой. 314 Ибн Маджа. Сообщается от Абдулла ибн Мас'уда. Посланник Аллаха подошел к туалету и сказал, принеси мне 3 камня. И я принес ему 2 камня и кусок навоза. Он взял 2 камня и выбросил навоз, сказав, это нечисто. Тот же хадис Аль-Кабир от-Табарани, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тот же хадис Муснад Ахмада, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тот же хадис Джами Суюти, 2. Сунан Ибн Маджа, 2. Сунан Абу Дауд, 3. Сунан Аль-Байхаки, 1. Сунан Ат-Тирмизи, Сунан Ад-Дарими, Сунан Ан-Насай. По одному хадису. Так. Если есть опасность заболеть от холода, так как туалет на улице. Если есть опасность заболеть от холода, так как туалет на улице, можно ли воспользоваться туалетной бумагой, если сходить по маленькой нужде? Вот даже по большой нужде сходишь, можно использовать туалетной бумагой. Ну, чтобы она была 3 раза, 5 раз, нечетно чисто протираешь. По малому и по большому разницы нету. Можно бумагу использовать, можно камни использовать. Главное, чтобы очистить это место. Не обязательно водой. Можно камни использовать. Можно ли воспользоваться туалетной бумагой, если сходить по маленькой нужде? Вот даже по большой нужде сходишь, можно использовать туалетной бумагой. Ну, чтобы она была 3 раза, 5 раз, нечетно чисто протираешь. По малому и по большому разницы нету. Можно бумагу использовать, можно камни использовать. Главное, чтобы очистить это место. Не обязательно водой. Bu soldino da etinde ekser var. Bol bit büyüçün ne? Свободы, давай, свободы. Настя, иди-ка сюда, брат. Настя, иди-ка сюда, брат. Что там, брат? Ты что, это график, что ли, этого? Посещение туалета у вас? Брат, это правило при входе в туалет. Ты что, по правилам в туалет ходишь? Нет, брат, по сунне, ты что, сунну не знаешь? Какую сунну? Брат, пророк, саллаху алейхи вассалям, собираясь зайти в отхожее место, говорил: «О Всевышний, поистине я прибегаю к тебя от порочности и дурных поступков». Понял теперь, брат. И написано, ходите в туалет с левой ноги, а вы хотите с правой. Распространяйте сунну и не останавливайтесь. Наша фирменная одежда «Салам» – это классический стиль и качество из Турции. Заказать можете на нашей страничке «Исламский вестник» или по номеру WhatsApp. От туалет يعني تتوفر هم دات. That's there. И до противоречий, что чуагаючи противоречий Мухаммада и есть можно. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
غفرانك. Dokom doe de bitelcha in Irwala, die eerst op Allah heen. Dokom doe. Je bent duurs, we gaan ontvallen zo dag. Аймур, Ахди, почему нечетным количеством надо потеряться? Я не знаю. Аллах. Аллах нечетный и любит нечетный. Алхадиш Тасир. И Бог до Аллах нечетный. Типа Цаолдир. Типа Цаолдир. И любит все нечетный. Я окшел, и хум штунзайн и сравнивать мой. Ну, и духот сахасан. Сега, шадек дуешь нечетный, хилдиешь, там что тебя. Закомплексованный ок. Любой вопрос таки на он спросил трижды это было. Опять повторил. Да, кстати, и заметите, напас. Любой хадис шадука практически. Сам повторяет, да Мухаммад, Уко его повторяет, его повторяет, Мухаммад, никто давала, и он. И что пророк, короче, куз, его, как он здесь. Что ты араться боли, кочер бог, да? И теперь, короче, в итоге они же говорят, что мыть задницу тоже можно, приводят хадисы, что мыл водой задницу Мухаммад. Так давайте посмотрим, кто их в итоге, вот этих камнеподтиральщиков, научил мыться водой. Муслим, Муснад Ахмад, 15485 хадис. Он передал, что пророк пришел к ним в мечеть в Губе и сказал: «Воистину Аллах, благословенный и возвышенный, похвалил вас за чистоту в рассказе о вашей мечети. Так что же это за чистота, которую вы себя очищаете?» Они сказали пророку: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, мы ничего не знаем, кроме того, что раньше у нас были соседи-евреи, которые мыли свои задницы после посещения туалета водой. Поэтому и мы тоже также мыли свои задницы водой». И после этого эта чистота Мухаммада, короче, тоже начал. То есть евреи научили мусульман мыть свои задницы, чтобы вы понимали, будьте благодарны им хотя бы чуть-чуть, неблагодарные свиньи. Сунан ат-Тирмизи, поговорим о пердеже. 75. Сообщается со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха сказал: «Если кто-то из вас, находясь в мечети, почувствует выход ветров в заднице, пусть не покидает мечеть для совершения омовения, пока не услышит звук или не почувствует запах». 76. Сообщается со слов Абу Хурейры, что пророк сказал: «Поистине Аллах не принимает молитву человека, который осквернился, пока тот не совершит омовение». Абу Иса ат-Тирмизи сказал: «Хасан, редкий хадис, сахих хадис, Хасан сахих». Сказал Абу Иса на эту тему, также передаются хадисы от Абдуллаха ибн Зайда, Али ибн Талка, Айши ибн Аббаса, ибн Мас'уда и Абу Саида. Сказал Абу Иса ат-Тирмизи, и это мнение ученых, которое заключается в том, что совершение омовения необходимо только при осквернении. То есть, когда человек слышит звук или ощущает запах выходящих кишечных газов. Сказал Абдулла ибн аль-Мубарак: если кто-либо усомнился в действительности своего омовения, то для него не является обязательным, ваджиб, обновление омовения, пока у него не будет доказательств недействительности омовения, годных для показаний под присягой. Также он сказал: если у женщины выйдут ветры спереди, то она обязана совершить омовение. Это же мнение придерживались Аш-Шафи и Исхак. Господи Боже мой. Когда, допустим, человек думает, что есть... Что-то новое узнал из ислама. Да, ты сейчас еще новое узнаешь. Я всегда с новым чем-то прихожу. Когда, допустим, человек думает, что если вышел воздух у него, то что он обязательно должен подмыться. Что если вышел воздух, он должен подмыться точно так же, как он подмывается после справления малой или большой нужды. Иначе же он думает, что тахарат будет неправилен. И если у него негде подмыться,
То есть он может взять тахарат, но подмыться не может. Бывает так, негде. Он что? И тахарат не берет, и время намаза уже уходит. И все это лишь по причине чего? По причине его невежества. На самом деле у нас в шариате нет указаний, что если просто вышел воздух у человека, то что? То, что он должен подмываться. Нет, не должен подмываться. Не должен подмываться. Достаточно взять тахарат и все. В отличие от того, если он справил большую или малую нужду. Здесь он обязан подмыться. И многие люди это приводят людей к тому, что они оставляют намаз или допускают какие-то ошибки, оплошности в исповедании религии. Короче, пашбяж намаз, это баш серьезный, да, бата, брё хожи, он что я. Алло! ولك الو 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 ولك الو الو Amde baut yok. Armad. Pienti kykauka paimaro nagaši Ramazijas mastājas saumškīgušila pienti kykauka, да, change тай сау. И удар елж дега. Ча иште микс моду короче, ты хоча хедеца. Грязь, чистый земля и цани микс моду бож. Ой, нахуй. Зучун тини хахел, зучун сахел шо, der haue nachher nach. Полный лич визбо, ждется шабмау, это просто хотите признать хала полового органа, когда дали свало. Да, да. Ой, о, чистота, дебо, ой, издел, да. Передаются слово Ибн Аббаса, Сахих Бухари, 5456. Передаются слово Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк сказал, когда кто-нибудь из вас поест, пусть не вытирает руку, пока не оближет ее сам или не даст облизать другому. То есть, тот же хадис, этот же хадис приводит Джами ас-Суюти. Раз, два, три, четыре. Сунан Аль-Кубра ан-Насай. Раз, два, три. Муснад Ахмад 4. Аль-Кабир ат-Табарани 1. Сахих Муслим 2 раза. Сунан Аль-Байхаки 1. Сунан Абу Дауд, Сунан Дарими. То есть, вот этот хадис, когда кто-нибудь из вас поест, пусть не вытирает руку, пока не оближет ее сам или не даст облизать другому. Тимуатхият кюкш дили. Я цани каню хавочум тимуатхият. Так цандия. Почему? Потому что мы ахлю сунна. У нас есть все, у нас все есть доводы. Потому что мы ахлю сунна. Сунна является, баракаллаху фикум, если человек поел, и вот у него на руках осталась пища, масло, бульон и так далее, смеля облизать их. Вот так вот, только после этого вытирать об салфетку. Пророк саллаллаху сказал, что если кто-то из вас поел, пусть не вытирает пальцы, пока не оближет, поистине он не знает, где у него барака. И поэтому мы сказали, что достоверный хадис как? То есть ляйка асабиаху ат-тhalаth, что 3 своих пальца посланник алейхиссалату вассалям после еды облизывал. То есть, как мы сказали, что, во-первых, это известные пальцы, это раз. Во-вторых, можно ли пользоваться остальными пальцами, остальной рукой пользоваться, можно или нет. То есть, является, то есть, сунной пользоваться этими 3 пальцами, кроме тех, то есть, той еды, которая, то есть, рассыпчатая, где, то есть, тебе не хватит 3 пальцев, хорошо, то есть, иногда ты, то есть, 3 пальцев просто ты не сможешь кушать ею. То же самое, как пользоваться приборами, например, там, то есть в такой еде, где, то есть тяжело будет, например, суп. Как ты суп 3 пальцами будешь? Не получится, хорошо. То есть придется, то есть как-то, то есть пользоваться чем-то вспомогательным, поэтому нет проблем, то есть добавлять остальные 2 пальца, если есть в этом нужда. Но основа, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кушал 3 пальцами, также из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, как мы сказали, облизывать эти пальцы. Из причин, хорошо, то есть облизывание пальцев, то, что сказал посланник алейхиссалату вассалям в другом хадисе, что, то есть, ты не знаешь, в какой именно части твоей еды барака, то есть потому что в каждой еде Аллах субхану ва тааля посылает барака, благодать, и то есть и мы не знаем, в какой именно части этой еды будет эта благодать, хорошо, то есть и для этого, чтобы то есть ее получить, быть может, именно в том кусочке, который остался на твоем пальце и так далее. Аллаху тааля.
облизывай после еды ее пальцы, и дай ей облизать свои. И ты будешь лучшим в общении Мухаммада саллаллаху. Где довод? Альхамдулилля, у нас на все довод есть. Потому что мы ахли сунна. Абдулла ибн Аббас, рады Аллаху анху, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-нибудь из вас закончит прием пищи, то пусть не вытирает свои пальцы, то есть салфеткой, пока не оближет их или не даст облизать их другому. Ученые сказали, облизать их другому, то есть... Ты что делаешь, субханаллах? Хадис не знаешь, что ли? Брат, в хадисе передается, пусть тот, кто поел, не вытирает руки, пока не оближет их. Или даст облизать детям или жене. Детям и жене, там детям и жене нету, если что, чтобы вы знали. Они лгут, там написано четко и ясно. Пока не оближет ее сам или не даст облизать другому. Там не говорится жене и детьми. Тут они лукавят. Этот хадис Бухари вы сами можете прочитать, 5456. Джамай ас-Суюти, тоже 4 хадиса. Сунан аль-Кубра. То есть в этом файле, PDF-формате, который я только что вам читал, вы найдете все эти ссылки. Тут они с лукавыми. Арман, sen meks себя подразумевать, дура, а он мекш да, сететио. Да. Пел, что да, это был там, распространяется. Диктацию. Шена после бокса делал диктацию, шипел, говорит, бог был рвов, а что Это романтический мелодия, целый приход, то, что хочешь, и так минусом с момента. Сунан Абу Дауд. Глава «Сосался во время поста». 2386. Передается от Айши. Посланник Аллаха обычно целовал меня во время поста и сосал мой язык. Тот же хадис Муснад Ахмад 25966. Тот же хадис, но без сосал язык. Сахих Муслим 1106-1107. Тот же хадис Муснад Ахмад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 раз. Тот же хадис Аль-Кабир Ат-Табарани 4. Сунан Аль-Кубра Ан-Насай 2. Сахих Ибн Хиббан 3 хадиса. Сунан Абу Дауд, Сунан Дарими. Целовал меня во время поста Марвдолшиец, обнашил горцвашье Муатцубурцу. Поймару. Сунан Абу Дауд 2388. Айша и Саляма, да будет доволен Аллах ими обоими, супруги пророка, сказали, посланнику Аллаха случалось вставать утром в состоянии полового осквернения. Абдулла аль-Аздрами сказал в своей версии хадиса: в Рамадане по причине полового сношения, а не полюции, и он постился. То есть бюсан всю ночь, короче, зудаш вери личаться лючар и дальше шела марх хулерцунбо. Мустадрак Хакима целовал пенис, язык других людей. 4791 сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: я не переставал любить этого человека с тех пор, как увидел то, что делал посланник Аллаха с ним. Не переставал я любить этого человека, Хасана, имеется в виду внук пророка Мухаммада. С тех пор, как пророк сделал то, что он сделал, я видел, как маленький внук пророка Аль-Хасан, сын его дочери Фатимы, сидел на коленях пророка и водил свои пальчики в бороду пророка, а пророк вставлял свой язык ему в рот. И затем сказал: «О Аллах, поистине я люблю его, так полюби его и ты». Этот хадис передал также Аль-Хаким, том 3, 169, который сказал: иснад этого хадиса достоверный. Аль-Захаби в Ат-Тихлис, том 3, страница 185, сказал: достоверный, сахих. Речь идет о внуке пророка, да благословит его Аллах, приветствует, и сыне Фатиме Аль-Хасане, да будет доволен Аллах ими обоими, который тогда еще был малышом. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, очень любил его, часто сажал себе на шею и целовал его. Это пояснение с вот этого сайта, исламского сайта, где этот хадис также приводится, также его можете, там его пояснение. Вот этот, кто этот и так далее. Я сюда добавил, также ссылку сюда добавил на ваш исламский сайт. Имам Бухари в Адабуль Муфрад 1183 хадис. От Абу Хурайры передается:
Каждый раз, когда я видел Хасана, мои глаза наполнялись слезами. Все потому, что однажды пророк вышел днем и обнаружил меня в мечети. Он взял меня за руку, и я отправился с ним. Он не заговаривал со мной, пока мы не достигли рынка. Представляете, Мухаммад держит за руку Абу Хурайра, такого же мужика, и с ним бежит по всей вот этой Аравии. И там это нормально, это сунна считается, если вы не знаете, держать мужика за руку. Он не заговаривал со мной, пока мы не достигли рынка Кайнука. Он завернул туда, затем огляделся и ушел. Я вместе с ним, пока мы не достигли мечети. Затем он сел и сказал: где Лака? Имея в виду ласкательное имя. Так он ласкательно называл своего внука Аль-Хасана, Хусейна. Где Лака? Позовите Лака, Мухаммад говорит. Затем пришел Хасан и упал на его подол. Потом ввел свою руку в его бороду. А пророк затем открыл его рот и ввел свой рот в его рот. И сказал: «О Аллах, я люблю его, полюби же его и ты». Имам Ахмад также передает этот хадис, 2 том, 532. Захаби и Хаким назвали хадис достоверным. Аль-Кабир ат-Табарани, 2658. Передал нам Хасан ибн Али аль-Фасави, который сказал. Передал нам Халид ибн Язид аль-Урани, который сказал. Передал нам Джабир от Кабуса ибн Аби Зубайяна, от его отца, от ибн Аббаса, который сказал: я видел, как пророк раздвинул бедра Хусейна и целовал его изюминку, то есть пенис. Кабир ат-Табарани, 12615. Ат-Табари и Аль-Байхаки передали хадис от отца Абдурахмана бин Аби Лейля аль-Ансари, который сказал: мы были у посланника Аллаха, мир ему благословение, когда пришел малолетний Аль-Хасан, который начал кататься перед ним. Пророк же задрал его рубашку и поцеловал его изюминку, то есть пенис. Мустадрак Хакима, изнасилованный Мухаммад, глава. Передается, что в день взятия Мекки Саляма сказала пророку: это твой двоюродный брат, сын тети, и твой зять, о посланник Аллаха. Он ответил: мне они не нужны. Что касается сына моего дяди, то он изнасиловал меня. Фахаттака ирди. Что касается сына моей тети, то он сказал мне в Мекке то, что сказал. Аль-Хаким в Аль-Мустадрак, 4359. Хаким сказал, соответствует условиям Сахиха Муслима. Аз-Захаби в Талхис сказал, соответствует условиям Сахих Муслима. Тот же хадис привел Ибн Хаджар аль-Аскаляни в Аль-Исаба фи ат-Тамайyiz ас-Сахаба, том 4, 11. Тот же хадис Махмуд аль-Мисри в Сира ар-Расуль, страница 546. В словарях арабского языка указаны 2-3 значения глагола хаттака, использованного пророком в этом месте. Это зависит от того, с каким существительным он использован. Словосочетанием со словом ирд – честь. Он будет означать насилие, изнасилование. То есть в этом хадисе... Обесчестил, типа. Обесчестил был, ну-ка, Да. Фахаттака ирди, тут приводится в хадисе, Мухаммад сказал фахаттака ирди. Значит, тут используется ирди. Значит, это означает изнасилование, насилие. Лишение чести, обесчестить. В словаре Муаджам аль-Гани это означает разорвать одежду, изнасиловать, насилие. Му'джам аль-Лугат аль-Арабия аль-Муасира означает разорвать одежду, изнасиловать, насилие. Лисануль Араб означает раскрыть и раскрытие покрывала или одежды, как пришло в хадисе от Айжи. И опорочил ты честь, и упала она на землю. То есть ты потянул покрывало или одежду, разорвал их на части или оторвал кусок так, что стало видно то, что за ними. Муслимы приводят как опорочил честь, но во всех словарях это словосочетание переводится как изнасиловал, то есть лишил чести. Вот искренние словарей. Я вообще первый раз в жизни хочу слушать. Грязный язык Мухаммада. А? Эфира, я конкретно Андрей Хаса. Но вот про то, что он целовал пенис ребенка, я это не знал.
Грязный язык Мухаммеда. Сахих аль-Бухари. Аль-Мисвар бин Махрама, да будет доволен Аллах ими обоими, и Марван, да помилует его Аллах Всевышний. Сообщения, которые подтверждают друг друга, передали, что многобожник Урва ибн Мас'уд сказал пророку: «О Мухаммад». Это вы можете ознакомиться с этим хадисом. Он очень длинный. Его приводит Бухари. Давайте сейчас, чтобы вы поняли, быстренько покажем вам, о чем речь. Так. Смотрите. В общем, этот хадис вот такой вот длинный он. Это не тот сейчас. Это не тот. Так. Ага, вот. Сахих Бухари 2331, 2731, 2732. Они вместе приводятся. Вот он настолько длинный. Тут уже как бы последняя битва. Мухаммад идет на Мекку, собрал уже войска. Прошло там несколько, 15, 16, 19 лет. И он завоевывает Мекку. И перед тем, как он туда идет, Мухаммад отправляет посла к курайшитам в Мекку. Тот рассказывает им условия. И курайшиты, с них, Мухаммад отправил Будейлю. И курайшиты, выслушав его, отправляют к Мухаммеду своего посла, Урва. Мухаммад отправил Будейля, курайшиты отправляют Урву. И здесь приводится вот такой вот. Тут в переводе наши друзья этого исламского сайта не переводят это выражение Абу Бакра и говорят, пишут тут, переводят. Смотрите сейчас. Такс. Сброд. Вот, тут смотрите. Урва сказал, это уже Урва пришел к Мухаммаду, это перед сражением вместе с Будейлей. Они возвращаются к Мухаммаду, и Урва говорит: «О Мухаммад, а что ты будешь говорить, если совсем уничтожишь своих соплеменников? И приходилось ли тебе слышать, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из арабов до тебя поголовно уничтожал своих соплеменников, как ты? Если же дело обернется по-другому, ты останешься в одиночестве, ибо, клянусь Аллахом, я что-то не вижу здесь благородных людей с тобой. Зато вижу разный сброд, который разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения». Услышав это, Абу Бакр грубо обругал его. Вот пишут нам тут это наши бравые, правдолюбые, истинные мусульмане, переводят нам тут. Грубо обругал его. Но мы-то не дураки. Мы-то знаем, где, что, куда смотреть. Так вот, мы, наверное, знаете этого чувака, Ар-Рад. Куда ты делся? Вот он. Аль-Джауси Абу Осман, это его сайт. Ар-Рад, научно-исследовательский. Джаузи
Абу Научно Осман. исследовать. Да. Вот он. Paspaudus pedālā prasideda veiksmas. Если вы его знаете. Так, сейчас, секунду. Джаузи Абу Осман. Смегал Мауим. Вот он. Вы, наверное, все его и так знаете. Но он... у меня, в общем, есть ссылка на его сайт, на страницу его, на эту статью. Он пишет эту статью в ответ на то, что Мухаммад, типа, матерился, это как это, типа, кто гордится своим происхождением, пусть отсосет у отца член Божий. Он говорил это, и поэтому, как бы, он пишет статью, где приводит, что в некоторых местах дозволено, в общем, поругаться. И он, приводя этот хадис, переводит его правильно в этой статье своей. Ссылки на статью я также оставлю здесь. В его варианте перевода тут правильный перевод, и давайте прочитаем его. Потому что это его, он сделал правильный перевод. Именно так там и говорится, как он пишет. Аль-Мисвар бин Махрама, да будет доволен им Аллах обоими, Марван, сообщение, которое подтверждает друг друга, передали, что многобожник Урва ибн Мас'уд сказал пророку: «О Мухаммад, а что ты будешь говорить, если совсем уничтожишь своих соплеменников?» То есть они настолько были шокированы, что это до этого, до Мухаммада не было таких людей, которые так арабов уничтожал. Он же нападал на них, на племена ночью, грабил их, убивал, женщин насиловал, детей забирал в рабство, и за 17 лет в итоге собрал где-то там то ли 17, то ли 15 тысяч человек собралось у него за десятки лет. Всех этих набегов, убийств, изнасилований и так далее. То есть столько бед арабскому народу до Мухаммада никто не приносил. И именно это ему и говорит Урва: «О Мухаммад, а что ты будешь говорить, если совсем уничтожишь своих соплеменников? И приходилось ли тебе слышать, что кто-нибудь из арабов до тебя поголовно уничтожал своих соплеменников? Если же дело обернется по-другому, ты останешься в одиночестве. Ибо клянусь Аллахом, я что-то не вижу здесь благородных людей. Зато вижу разный сброд, который разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения». Абу Бакр сказал ему: «Отсоси клитор у Аллат. Это мы-то разбежимся и оставим его». Вот что он там ему говорит. А эти перевели: Абу Бакр грубо обругал его. Нахьёц, нахщаш моярил. Дальше статья продолжается. Да, Мекс du bohšaļ tā грубо обругал Муоцу. Мекшальчи грубо смацовали. Это эти переводчики пишут. Типа, отсоси клитор у Аллаха, Язуш грубо обругал его, типа. Дальше продолжает. Это он пишет эту статью, что бьохум алаш еметя. Еще что, и это никак не противоречит тому, что Аллах сказал в Коране Мухаммаду: «У тебя превосходный нрав». Аллат — это идол женского рода. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал это в присутствии пророка. Было бы это харамом или неприличием, то пророк запретил бы ему такое. Сказал имам Ибн Аим в своей книге Зад аль-Маад слова ас-Сиддика Урве: «Отсоси клитор у Аллат». Доказательство на дозволенность прямого употребления слов аврата, если в этом есть надобность. Сказал Ибн Каим, ученик Ибн Таймии. Сказал шейхуль Ислам Ибн Таймия, комментируя этот хадис: когда нам причиняют несправедливость, то мы не обязаны отвечать на это лучшим образом. Сказал в Марказу Аль-Фатауа под этим хадисом: если при наличии пользы ситуация вынуждает прямо произносить такие выражения, тем самым отражая зло, то нет проблем употребления таких выражений. Также передал имам Ахмад от Убай бин Каба, что пророк сказал: если вы услышите того, кто гордится своим происхождением, скажите ему, чтобы укусил своего отца за член, и не передавайте это иносказательно. То есть так и передайте:
И это при том, что Господь сказал своему посланнику суре «Письменная трость», «Воистину твой нрав превосходен». Имам Ахмад также передал, что Убей ибн Ка'ба так и поступил. А когда ему сказали: ты ведь не был таким непристойным. Вы понимаете, это для арабов, которые уже приняли ислам, которые уже увидели всю эту нечисть. Даже они до сих пор удивляются, когда некоторые сподвижники пророка говорят такую чушь. Это имам Ахмад передал также, что Убей ибн Ка'ба так и поступил. То есть сказал кому-то: отсоси член своего отца. И тогда ему сказали другие арабы: ты ведь никогда не был таким непристойным. И Убейя им ответил: нам приказано так отвечать. Убейя Утай ибн Дамра рассказывал: как-то я увидел, что один человек в обществе Убейя ибн Ка'ба стал кичиться своим родом, подобно тому, как это делали во времена язычества. Тогда Убейя велел ему укусить своего отца за член. Находящиеся рядом из числа его окружения стали смотреть на него. Ну, удивленно имеется в виду. И он спросил: вы порицаете это, сказанное мной? Воистину, я никогда не буду проявлять в этом стеснения. Никогда. Воистину, я слышал, как пророк говорил: если вы услышите, как человек гордится своим родом, подобно тому, как это делалось во времена Джахалии, то скажите ему укусить своего отца за член и не говорите это в переносном смысле, из-за стеснения. Этот хадис также передал Ахмад, Аль-Бухари в Адаб Аль-Муфрад, Ан-Насаи в Сунан Аль-Кубра. Достоверность хадиса подтвердили Ибн Хиббан, Дия Аль-Мақдиси, Аль-Хайсами, Ахмад Шакир, Аль-Бани, Мукбиль ибн Хади, Абдул Кабир Аль-Арнаут и Шуайб Аль-Арнаут. Имам Ибн Каим, ученик Ибн Таймии, говорил: упоминание в хадисе члена отца является наилучшим назиданием для того, кто гордится своим происхождением. Пусть же схватит то, откуда он вышел, а это член его отца. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите... Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, тот, кто гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватить за член своего отца, чтобы он схватился за член своего отца зубами. Член своего отца. Член своего отца. Член своего... Член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهنا الخيار يعني بين الناس. От лица всей чеченской и ингушской нации прошу, обращаясь к вам, арабы, мусульмане, в чьей религии сказано, что арабы возвышены, ответственно заявляем и призываем вас укусить своих отцов за члены, начиная от своего пророка Мухаммада и заканчивая Бен Салманом. Это то, откуда вы вышли и чего вы достойны. Вечно сосите члены своих отцов и не переставайте это делать. Поддерживаем. Тот, кто гордится своей фамилией, там, дословно, чтобы он схватил детородный орган отца. А этот черт, видите, уже на кавказцах же работает. У него же аудитория типа Кавказ, чеченцы, ингуши, там, жена ингушка, чупупушка и так далее. Типа, это чертило, короче, типа, ему говорят, не говори другими словами, но это что-то другими словами говорит. Детородный орган, типа, туда-сюда. Смотрите дальше. Типа, не выполняет приказ Мухаммеда что-то. Это, конечно, старая запись. Сейчас, я уверен, он откровенно будет полностью говорить. Сейчас у него другое уже. Детородный орган отца, хотя он говорит, прямо говорите, сейчас не хочу прямо в эфире это говорить,
хотя он говорит прямо и не передавайте другими словами, а этот, видите ли, сейчас в эфире не хочет этого говорить. Ты смотри. Пусть зубами схватит ее. Потому что ты же оттуда вышел. Ты же этим гордишься. То, что ты капля вот этого. Не понравилось. Схватитесь за члены ваших отцов. Руками, как показал, как надо схватывать. Схватитесь за члены ваших отцов. Зубами крепко. Как говорится, члены вам в зубы. Нацики конченые. Мы ненавидим вас. А мне предоставляет удовольствие, чем больше вы ненавидите меня. Крепко он от себя добавил. Азербайджанцы лучше, чем вы. Азербайджанцы лучше, чем вы. Какой Азербайджан, братан? Ты турок не знаешь, что ли? Османская Да империя. перестань. Что у вас тут происходит между Да вами? я ему объясняю, что азербайджанцы лучше. Ты чё, я тебе это И объясняю. ты что, своей нацией гордишься? Конечно, я азербайджанец, я этим Субханаллах, горжусь. брат, ты что, сунну не знаешь? Какую что ли? сунну? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: пусть тот, кто возгордится своей нацией, ухватится за член своего отца. В прямом смысле этого слова. Распространяйте сунну и не останавливайтесь. Прикинь, ты его, ты حلا. شني بقر عادي خلاص ما تنزل. Представим участие, да, ерунда это. Фудзияма, Албера. Прикинь, ты его, باقي حالات сбор, распространяйте сунну, он говорит после этого. Да. В общем, арабы, как и многие, арабы используют саранчу в своем рационе. Вы знали это? حي شوف من البنزين على 50 يلا البيت شوفوا شلون ها شوف في الجراد على 50 يلا شيله ها في الجراد ايه لا 50 انا بايع ب 70 ويعطيك الحين ب 50 والله انا بايع ب 50 ايه كفو عافية كفو Исламская чистота, давайте посмотрим. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы община, не умеющая читать и писать». Еще раз, мне очень нравится этот хадис. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы община, не умеющая читать и писать». Вот вы видите стоматологию на этой парковке? А она есть. Вот этот мужик на ободранной скамейке и есть стоматолог. Это, конечно, потрясающе, потому что он сейчас собирается ему приклеить новый зуб. У этого доктора есть, смотрите, коллекция зубов, из которой он выбирает, примерно подходящий зуб. Но зуб не влезает. Тогда мы что делаем? Правильно, берем огромный напильник и подпиливаем им нужный нам зуб. Потом дантист в какой-то грязной ложке разводит клей. Я такое раньше видел, только когда в 90-е фильм про наркоманов показывали. И вот дальше, смотрите, врач просто голыми пальцами залезает в рот пациенту, запихивает в дырку клей, сверху натертый напильником зуб. В общем, всю эту работу стоматолог выполнил за $1,5. Ну вот можно оценить. Это Александрия, древний египетский город. Сейчас там уже египтян нету, там уже арабы живут. Это Александрия, город, которому, по-моему, 3000 лет, если не ошибаюсь. Уровень срача, да, с***очка. Ну вот можно оценить уровень срача, да, самый центр, одна из центральных площадей, фонтан, конский навоз туда скидывают, говно, мусор, все раздолбано. Какой-то полнейший хаос, воняет ссаниной. Эх, что сделали с великим городом, а? Ну что такое? Музыка, сигналы, дым, гарь. Невозможно перейти дорогу.
здесь в каких-то печах жарят батат. Ой, я лучше не буду показывать, в какой воде он этот батат моет. В общем, все очень грустно, к сожалению. Здесь, кстати, вот редких туристов катают на таких вот старых тележках. Да, привет. No. Thank you. Вот интересно, лошади срут в пакеты, ну то есть они собирают это в пакеты, и пакет просто потом выбрасывают на обочину с конским навозом. Все это воняет. Я не знаю, видно или нет на камере, но прямо воздух такой сизый от этого вот дыма, от этих выхлопных газов. Какой ужас. Как все это, конечно, выглядит отвратительно. И это еще главная улица. Видите, вот это все дымит. Вот, из всех машин такой здесь евро 0. А если свернуть за угол, то здесь вообще будет просто катастрофа. Проезды, все опять же завалено мусором, не убирается. Здесь вот натурально такая дымка от выхлопных газов. Как можно сидеть на этой набережной, курить еще и кальян? Я не понимаю. О, я понял. Съезд для инвалида. Подумали, безбарьерная среда в Александрии есть. Не, я не знаю, друзья. Возможно, вы скажете просто, что это я такой ворчун, и все мне не нравится. Вот приедет Варламов. Вместо того, чтобы идти в музей, вместо того, чтобы пойти в эту потрясающую крепость, погулять по Александрийской библиотеке, посмотреть на древние раскопки и рассказать нам тысячный раз про историю этого города, он ходит и снимает всякое говно. Но мне кажется, настоящая жизнь, она куда интереснее, потому что музей никуда не денется, да и про них уже переснято на ютубе много раз. هذا ما خلفت ليلة القدر عند شعوب لا تحترم. لو Это Мак Меданюшины, Саудовская Аравия, Медина, Хаджта. كل واحد هز كيس وحتى القمامة تاعه والله ما يسرى الشيء هذا. شوف، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعين عمال الحرم. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذه بشرية، هذه بشرية هذه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة وأن يوفق مهندسي النظافة. Тянут отсающим, потому что в Макку и Медину неверные кафиры не могут ехать. В других городах они могут ехать, поэтому они держат их чистыми, там есть обслуга и так далее, зарубежные, не мусульманские. А тут как бы нельзя, только свои мусульманские. И видите, как мусульмане умеют держать в чистоте и вообще очищать. هذا ما معتمرين، هذا ما خلفوه المعتمرين ليلة في يوم 27 من رمضان. شوف، نسأل الله الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طعام، والله طعام كل من طيب. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mueven del michni stellati a wahins. Mueven del هذا الورد. هرم ما في يوم، كل بوم ما في يوم هرم. إيه هاي. هذا ده تعبوك. Это уже Европа познакомилась с исламом. مشکل و با قدامت خیلی دیرینه
Сейчас тут трупы будут, но... Дисклеймер, это не трупы, это лежат, играют роль. Это фильм, я показываю, дисклеймер, так что не баньте меня, это всего лишь игра. Это такая сценка, это не Саудовская Аравия, и это не мертвые паломники лежат среди мусора. Это просто игра такая. Не наговаривайте на ислам, в исламе все чисто, там никаких трупов нету, людей там не умирают, вот так в мусоре не лежат. Так что, YouTube, смотрите мне. На улице нет ни скорой помощи, ничего, ба. Вот мертвый мужчина, притворяется он 100%. Вот лжет, умер, наговаривает на ислам и Саудовскую Аравию. Ты кто такой вообще? Найди его быстро, Кадыров. Она тоже не мертвая, она уснула просто после тяжелой вот этой своего хаджа. Что ты наговариваешь? بعد كده 3-4 في الايز في مربع واحد يعني. ده غير ناهيك عن التعامل الغريب مع الحدث الناس. Мусор, посмотрите, просто мусор. Nini? Wewe na umegusa kanzu. Njoo. Suti yake. Ni nguo suti itakumbia. Oya mashe. Tulia. Ndo ambaye kwa mbele yako. Njoo. Kashiana kwa nichezea suti. Ananipiga. Ananyie mupo. Это тоже игра такая исламская. Это не говорите, что там они дрались во время там поста. Не наговаривайте на ислам. Это игра такая. Был в нескольких мусульманских странах. Однажды мы ехали по трассе, и человек на велосипеде ехал в среднем ряду. И решил повернуть. Я был в шоке. Это вообще нормально? И мне сказали, да, это обычное дело. Добро пожаловать в мусульманскую страну. Это очень контрастирует с народами, которые придерживаются закона и порядка. Еще один интересный пример. Однажды я был в маленьком городке в Дании. Там на берегу есть фермы, где люди выращивают овощи, фрукты и ягоды. Люди выращивают это и продают. Но знаете, как они продают свой урожай? Они раскладывают все в небольшие ведра, пишут на них цены и оставляют их в небольшой будке, где есть коробка с надписью «Оставьте деньги здесь». И все, там никого нет. И этот бизнес процветает уже 50 лет. Люди приходят, оставляют деньги и забирают товар. Я был очень удивлен. У нас касса всегда стоит на выходе. И у каждого спрашивают, куда ты пошел? Ты заплатил? Я задумался, откуда у них такие высокие моральные принципы? Это мы должны быть такими. Ведь у нас есть религия. Да-да. Потому что у отец это религия. Это Кораны, смотрите сейчас. Это Кораны им раздают бесплатно. Это в хадж тоже, в Медине. На этого посмотрите, под шумок. Говорит, дай один возьму. И смотрите, как он возьмет второй. Посмотрите внимательно, за ним следите. За этим чуваком.
Смотрите. Один возьму, говорит. Видели? Один возьму, говорит. Дай один возьму. Один берет. Давайте еще раз, мне очень нравится. Сначала он пугается, когда этот на него смотрит, смотрите. هذا قرآن هذا قرآن قراءة يا بي انا واحد والنبي محمد انا واحد يا محمد نعوذ بالله الله माफ करे इंसान है जानवर है هذه واحد Вот так примерно. Примерно. Kāpēc я пришел? Построить на моей акции мозг поверх ключ, поверх ляж, он будешь стерящий. Już отстроили заново, снесли. Цыганка теракт маханица Кабача. После этого его еще восстанавливают. Алан, цаха зарма, Алан. И kāpēc już снесли полностью, снести ин заново, восстановить ин мою, отстроить кипичку, штукатур пауш. Поршсан, терьяч, мозг, и там только черный камень остался. Полностью здание новое, в прошлом веке построили. Поршсан, терьяч, мозг, ключи. Да. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
Jim kantik auslaš. Uedak auslaš, uz kujāthtūš sēdz, jā. Gino! Halla, hajoši, goja har. Leka hajoši. Ja, uz kujātkiet harzlācin. Gino! Да, я просто рассказываю. يا لطيف يا لطيف يا لطيف محمد يا لطيف ارحب ملايين هذا الجود اش ماجدك شو عدخ كتا قرآن اش اردغ دعوة اش تشو الحاجة عدوه اخ چلوي قرآن يتسا يتسيتي ماش چو عاتدو لتوي ناحتا اخشنش ديا دو بوش وقال ماش چو اي قرآن جوش مقايت ملي شعب يتيوني تكن دعوه دعوه اش ماجدك شو عدخ كتا قرآن اش اردغ دعوة اش تشو Армат, звук кихаться видеош. А у вас охота что-то... Хэшех звук. Я видео звук ученого. Her video именно. Его же... Бейр, не, да, я чего звуки учером. اش ماجدك شو انزري звук. هنجن. Ладуала. اش ماجدك شو عدخ كتا قرآن اش اردغ دعوة اش تشو Ахар и тит ахар, да? Сначала покупают, а потом продают. Да. Мэш чувадо. Соба дела. Лох не мам. Мэш чувадо кит иеца уеците ок. Церан ахчлой хаж ауучу. Цо иеца уеце акон царавор. Мэш чувадул типа идеш масус дуеш мейл хер бубош. Wo karoš dama bane a srezo hala do meldo kan juni tükönču dago. Так и живем. Аргениша. Удержь, ложаться. Ali, da je mogu znati što da. Deller, vidiš u Havije. Her čuvak, morao me tualet. Настя, иди-ка сюда, брат. Что там, брат? Ты что, это график, что ли, этого? Посещение туалета у вас? Все. Все, доела ты. هذا عمر. Ну, и как ваши впечатления, да? Так, стикток чабо, хубо. Религия в свое время силой навязывалась. Абсолютно верно. Дикари, правильно, верно. Кадира в 18 веке был шейх Мансур. Бил шейх Мансур, не бил. Бил. Она татарки бо, само сүйек шатын дейді бо. Машалла. Мекшір дұқшы бұсалдың анда. Шамало бусаттак санين زناد يا شمو شو كان زناد مكش لات زنا خوي دين وساتنا يوحت يا غزنا что добош постоянно зина модрака дыч оказывается сатин мацаловая ой бусал бежи бу Я когда гварду хабо, матта гварду тияш, хайош маячу ца, хайо лиш ялча.
Да, говорят, интернет, тикток чухует, humшамица, шайволиш, ца, делашулха. Шукуже хижан, кошло дукку. Хайравал, йошуса, ца, ацавош. А тренировщик, ваденсон уже, да? Нет, мы не отменяем тот факт, что люди неправильно следуют, а не религия неправильная. Мы полностью знаем, что религия неправильная, и, соответственно, люди точно такие же. Если коммунизм, и если при коммунизме творится зло, где бы коммунизм не был, там появляется зло, то это явный признак того, что этот коммунизм нехороший. Он производит зло, каким бы хорошим его не верили, что точно так же и тут. Уж директор дуа, хайвали ялаху, хайчан директор дуа. Пока интернет чуа екшико. Кихумаяц, хачи эйлико, екши. Хинт асва екамца екит хочуа хон бади. Суну аяч ат асана нохчалан ша дирду бохоко. Нохчалан хум аяч ховити шаст хочуа. Дайло хай. Ади яла еци хаз хаметти тао. Осло, центре Аула, Шпицбергене, 2 часа такого чего. Надо уж хоть авис труш вачу. Шадеш как дел мацун, да? Хотя 3 часа 55 минут бе мячу яла. Ты баш yok тема яцош. Savol metti kauba buho, det var şola, det var Vatso, Germania Vatso. Norvegia u Spitsbergene. Oslo havolan, det var Дадо такко що дійцем деться, ой, Алхамдулиллахи Раббил Аламин. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Аллах, я зирю картин. Абу Саддама Шишания. Шонгурду, Осло. Да, Осло. Там, так что Надо так, энти шесть садат, да дилушек, отдельчук, терду. Entri meh kridere solčumelo enčem. Like, lipoš, поддержка, патрон на подписаться, 10 артубек за границей, бата 20 евро, хаюет за душу. Как умахер дать, свой надеж получанджи, мол, разгрузка на охерду и на остал херду. Репортер, бада байта, ой улукса дахкал. Жена осталда лучше. Далее ехто боль, мялил материал, видео, PDF формат, шаега, телеграм ча выставите на решен, ссылку, эфир була решен. Мялил ссылка на телеграм, на запасной и так далее, надо на все. Текас я дол, а что хочется решен шаега.
Hohok stavat och jobbos. Asma uot juahia no se miljoonsa. Dajulis dynsta. Мой телеграм, заходишь на этот профиль, прямо в шапке профиля есть ссылка на телеграм. Солнцагина делхарта. Хахай милу эла мечау эла тагуо чубал нохчал моюц асоцакит. Сомяджо тагуа та юц хаси нохчал. Исюек таити дэват сосатвайш исюек таити тамо. Шехухол аусиш. Så tagvaatsun, så dajalumyshun, så lederumyshun, så tsaavaatsun, så tsabiemaatsun, så tsamotergalujastuaatsun, så tanaumna uqaadaatsun. No sheik satsla, so satsla hausish sheik. Sheik nohchal tsayitit sheik haus, sheik uquli hausish. Massu haushaqiti. هونهم هي تتغور داواها بوصل بيات خيومة سحلشو ميجا توك انتي اديكيول بيزدي الو دا ديك ناغويتي اديكيول مارشوال